Нас приветствовал замечательный детский хореографический коллектив «Суварята», руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии имени Михаила Сейсмеля Анатолий Музыкантов. Браво! Матурсен! Дорогун Дусем Тавансен. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте прежде всего представиться. Меня зовут Валерий Тургай Валерий Владимирович. Меня попросили вести наш сегодняшний большой поэтический праздник, если, конечно, вы не возражаете. Если возражаете, я могу выйти. Салам себе Пурнеге. Вчера и сегодня в Чувашии происходит удивительное, уникальное, я бы сказал, событие. Мы проводим впервые в истории нашей республики праздник, фестиваль поэзии народов России Адал Азамача, «Радуга над Волгой». Вы знаете прекрасно, что у нас в солнечной Чувашии проводится много фестивалей. И международный оперный фестиваль на мировом уровне этот фестиваль проходит. Проводится уже много-много лет балетный фестиваль. И проводится у нас много лет уже международный кинофестиваль. Это все достояние нашей республики. Но поэтического, большого, всероссийского фестиваля у нас не было до сих пор. И когда мы в прошлом году поговорили на эту тему с нашим новым замечательным министром культуры, я за свои слова отвечаю, с Константином Геннадьевичем Яковлевым, пришли к такому мнению. Чувашия, которая всегда любила поэзию, которая всегда высоко ценила настоящую высокую поэзию, должна проводить поэтический праздник, поэтический фестиваль. И в итоге к нам приехали наши дорогие гости, можно сказать, со многих уголков нашей великой России. Позвольте представить их. Народный поэт Дагестана,
председатель Союза писателей Дагестана, лауреат многих наград и литературных премий Магомед Ахмедов. У нас в гостях выдающийся поэт современности, великий сын великого татарского народа, лауреат Государственной премии Российской Федерации, член Совета по культуре при президенте Российской Федерации, заслуженный работник культуры Чувашии, лауреат Международной премии имени Михаила Сескаля Ренат Харис, Казань, Татарстан. Здесь выдающийся сын татарского народа, выдающийся татарский поэт, народный поэт Татарстана, лауреат Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукая, лауреат Республиканской молодежной премии имени Мусы Джалиля Роберт Минулин. Татарстан, Казань. К нам приехали в гости наши прекрасные друзья. Это выдающийся марийский поэт, я не говорю поэтесса, поэты бывают только поэтами, заслуженный работник культуры Республики Марий Эл, лауреат премии имени Олыка Ипая Альбертина Иванова, большой друг Чувашии. К нам приехала не в первый раз, и слава Богу, выдающийся коми, поэтесса, лауреат многих премий, литературных премий. Она только вчера в Москве получила орден, венгерский орден, рыцарский крест. Нина Обрезкова, Сыктывкар. Здесь присутствует представительница Мордовской республики. Мы дружим с республикой Мордовия. Она тоже не в первый раз. Мы ее стихи переводили на чувашский язык. Это заслуженный работник культуры Мордовской республики, лауреат многих литературных премий Рая Орлова. Саранск, Мокша поэт. Вы знаете, мордовский народ состоит, это Эрзя народ и Мокша народ. Потом представлю. И, конечно же, без Москвы и не туды, и не сюды. Столица нашей огромной родины – это Москва. Москву здесь, на нашем большом поэтическом празднике, прославляет выдающийся современный русский поэт, заслуженный работник культуры Российской Федерации и лауреат многих литературных премий Сергей Соколкин. Вчера с нами был и сегодня утром был молодой поэт из Ульяновска Александр Дашко, но он сегодня отправился на международную книжную ярмарку в Москву. Так что Ульяновская область тоже представлена на нашем фестивале. Прежде всего, позвольте мне предоставить слово. К сожалению, в данный момент наш министр, который очень любит поэзию, литературу, нашу культуру, Константин Геннадьевич, занят официальными делами. Здесь присутствует Елена Геннадьевна Чернова. Приветствуем Елену Геннадьевну, заместитель министра культуры Чувашской республики. Саркасов. Дорогой Хагла Тванзем Хагла, Индишем Хагла Ханазем. Добрый день, дорогие друзья, многоуважаемые наши гости. Сегодня, как сказал уже Валерий Тургай, на земле Чувашской еще одно очередное, я думаю, замечательное мероприятие. Мы начинаем, зарождается, можно сказать, исторически, наверное, важный для всех, для нас. Это первый фестиваль поэзии народов России. И, наверное, на самом деле, это будет традиционным у нас мероприятием. Я думаю, оно станет всеми любимым, всеми уважаемым, потому что земля Чувашская на самом-то деле она очень гостеприимная, она очень любвеобильная, она очень творческая земля. И люди, проживающие на нашей территории, они любят поэзию, они любят музыку, они любят в широком слове, если сказать, большое красивое искусство. И сегодня у нас в гостях замечательные гости, представители различных регионов и республик, которые находятся на территории Российской Федерации. Все мы дружно с вами живем. Мы любим нашу землю родную, мы любим наших людей. И все ваше творчество посвящено
этим прекрасным чувством. И сегодня я знаю, что наши уважаемые гости уже повстречались с Константином Геннадьевичем, и их поприветствовал глава Чувашской Республики Михаил Васильевич Игнатьев. Поэтому я уже от своего лица, тоже от Министерства культуры по делам национальности и архивного дела тоже хочу пожелать всем вам на нашей доброй земле получить только самые приятные, самые, скажем так, счастливые моменты, и пусть встреча с землей чувашской поможет вам родить новые произведения, новые шедевры, скажем так, в поэзии, в искусстве поэзии, в искусстве литературы. И вы принесете своим творчеством всем людям, которые будут знакомиться с вашим творчеством, только добро, красоту и любовь. Я очень рада с вами познакомиться. Я думаю, мы сегодня проведем очень приятный такой поэтический вечер. А я всем вам желаю добра, счастья, любви и здоровья. Довольно, Елена Геннадьевна, если для любителей чувашской поэзии прошлый год запомнился как год нашего великого поэта и просветителя Петра Петровича Хузангая, то в этом году мы, все чуваши и наши друзья, отмечаем 170-летие со дня рождения. Присутствуют студенты, здесь присутствуют не только студенты. А как она выступила сейчас? Это вообще, откровенно говоря, не только здесь надо показать, это надо показать в Москве, во дворце съездов. Я сделаю, как председатель Ассамблеи Чувашской Республики, для того, чтобы то мероприятие, которое проводится в июле месяце, наш съезд, я приглашу эту девушку, чтобы она, откровенно говоря, выступала, удивила всех участников и всю Россию. Она заслуживает этого. Вот именно так и люди у нас есть. Лев Пантелеймонович Пирогов, академик, душой поэт. Лев Пантелеймонович, поэт или жир? Поэт. Невозможно. Давайте все-таки начнем с Москвы. С Москвы Златоглавой. Здесь присутствует Сергей Юрьевич Соколкин. Мы с ним познакомились в Дагестане. Вы знаете, в Дагестане уже много лет проводится замечательный поэтический праздник «Белые журавли». Тоже начинали с небольшого праздника поэтического, а сейчас этот праздник проводится уже под эгидой ЮНЕСКО. Дагестан знакомит поэтов разных народов. И, Сергей, тебе слово. Спасибо тебе за то, что приехал. В первый раз в Чувашии, в Чебоксарах первый раз Сергей Юрьевич Соколкин. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Я, на самом деле, первый раз в Чувашии. Очень рад, пока не могу еще всего сказать, потому что в голове не осело, мыслей очень много. Очень рад, что начинает в стране возрождаться, в общем, после безвремени 90-х годов, да и, в общем, начала 2000-х и прочих. Наконец-то и у молодежи есть интерес к поэзии, интерес к литературе. К сожалению, в данном случае я хочу сказать, что в национальных республиках интерес больше, чем в центре. В Москве как-то это пока не очень хорошо, но надеюсь, что вот у нас от вас пойдет, от вас, от Дагестана, на Кавказе очень активно все это происходит, и это дорогого стоит. Я не буду очень много говорить, потому что все-таки выступающих много. Я еще раз поздравляю вас с праздником и хочу как бы отчитаться, может быть, перед вами, что мы тоже делаем. Я, кроме всего прочего, Валерий не сказал, я после того, как посетил Дагестан в 2011 году, я очень загорелся, там замечательный фестиваль «Белые журавли» проходит, который еще Расул Гамзатов учредил, как вы понимаете, название идет от знаменитой песни «Журавли». Вот. И все это происходило, естественно, после тех страшных двух войн, которые были, чеченской в частности, и когда возникло вот это совершенно неприличное словосочетание лицо кавказской национальности и так далее, и так далее. И когда я побывал, когда увидел настоящих людей, которые любят свою родину, любят свой язык, а, естественно, ни один деятель культуры, ни один поэт не может не любить свой язык. И вообще, язык для того человека и дан как мать, да? Он один у человека, он представляет, он выражает менталитет этого человека, его душу, его «я». И
И поэтому, конечно, нельзя забывать родной язык. И вот когда я увидел этих людей, которые работают на своих родных языках, которые любят свою родную землю, поэтому, естественно, любят свою культуру. И поэтому, естественно, не могут не уважать культуру других народов. Они уважают их только те, кто не любит и не знает свою культуру. Вот. Поэтому, когда я все это увидел, мне очень захотелось, чтобы и московский, и русский, так сказать, человек смог увидеть, так сказать, людей, которые, вот, настоящих людей, да, не тех, которые что-то взрывают, не тех, которые что-то воруют, не тех, которые грабят, так сказать, и так далее, а, в общем, именно тех людей, кто любит свою родину, и те, как правильно сказали, которыми мы еще будем гордиться. Вот. И поэтому я, в общем, сделал такой фестиваль. Сейчас я являюсь председателем правления просветительского проекта и фестиваля «Дружбы народов. Белые журавли России». Как понятно, наши, хотел сказать, корни, но правильно будет сказать, наши крылья растут из Дагестана. Хотя мы, естественно, делаем, в общем, совершенно другие вещи. Зачем соревноваться? Замечательный фестиваль там, а у нас другой. Мы фестиваль всех народов, и к нам едут из разных уже республик. Вот. Более того, мы сейчас издаем книги, мы переводим и издаем книги с языков народов России. На сегодняшний момент издано уже 24 книги. К чему я это говорю, вы, наверное, уже можете понять. Вот, например, я с собой привез одну из первых книг, которую мы издали. Это называется «Молитвы в дагестанском небе». Здесь 31 поэт с 10 языков Дагестана. Это я лично переводил, это уже 3-е издание. Здесь есть вот Магомед Ахмедов, который присутствует здесь в качестве поэта в этом сборнике, естественно. Вот. И я бы очень хотел, вот, к Тургаю обращаюсь, и здесь присутствует замминистра, тоже очень надеюсь вас в свои сторонники завербовать. Давайте, более того, я еще не сказал, мы наконец-то в этом году получили президентский грант, достаточно большой, на 12 книг, и мы их издали 2, я сейчас вторую покажу. Вот. И я очень хочу, что мы сейчас будем подавать на новый президентский грант. Давайте сделаем так, что в следующем году мы издадим антологию чувашской поэзии. Вот, и очень надеюсь на вашу организационную, а у Валерия еще и на творческую помощь, вот, и свою личную, чтобы он много своих стихов представил. И организовал людей на, так сказать, то, чтобы мы вот все-таки смогли сделать антологию поэзии Чувашии. И главное, одна из главных наших работ, которую я хочу показать, я, в общем, их горжусь и надеюсь, что по праву горжусь, это беспрецедентное издание. Так, здесь, в общем, кстати, чтобы было понятно, она весит 2 килограмма. Вот, таких книг, я думаю, немного поэтических. Здесь более 1200 песен, 250 поэтов с языков, на разных национальностей, разных языков. Здесь указаны композиторы, исполнители данных песен. И, что очень важно, я сразу поставил себе такую задачу, здесь не будет ни одной советской песни. Меня даже Пахмутова спросила с Добронравовым: а вы что, не любите советскую песню? Я говорю, как не люблю, я на ней воспитывался. Конечно, люблю. Но сколько же можно выезжать за счет всего того, что сделали наши бабушки и дедушки неимоверным трудом. Давайте покажем, что и мы что-то умеем делать, что мы чего-то стоим. И поэтому, тем более, юридически, мы уже другая страна, мы Российская Федерация. Я в данном случае не уподобляюсь, конечно, нашему премьеру, который сказал, что Россия страна молодая и ей там 20 лет. Вот. Я прекрасно понимаю, что России не 20 лет, а значительно больше. Но Российской Федерации в данном виде, да, 20 с небольшим лет. Так вот, у нас собраны стихи, написанные, песенные тексты, будем так говорить, написанные после 91 года. И нас поддержали наши великие художники. Я обратился к Зурабу Константиновичу Царетели, это мой друг, старший товарищ, член попечительского совета, автор наградной статуэтки, которую мы вручаем нашим победителям. Более того, даже сейчас рассматриваются вопросы об установке памятников в разных странах мира. Белые журавли России нас уже поддержал и Израиль, и Казахстан, вот мы только что были, и Корея, и так далее, и так далее. Вот. И я обратился к Зурабу Константиновичу, он нас Сергей, поддержал. извини. Да.
Вот я просто хочу показать, значит, это вот картины Шилова, здесь 63 цветных вклейки с картинами и так далее. Значит, и почему я все это говорю, мы также эту книгу собираемся переиздавать. Да, нам вот пришло письмо буквально 3 дня назад, после того, как книга вышла, нас поддержал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Владимирович Кириенко. Прислал приветственное слово, которое будет вставлено в следующую антологию и так далее. Я сегодня вручил эту антологию главе республики, пообещал также вручить министру, министр культуры тоже ему вручим. Вот. Спасибо за внимание. Я жду в обе, и в антологию песни, стихи, так сказать, чувашских поэтов. Огромное вам спасибо. Сергей, может, одно стихотворение, любимый совет? Как же поэты из Москвы и без стихотворения? Я как Маяковский наступил на горло собственной песни, я уже стихов не помню. Все свистят и сверлят пули, нас, отрекшихся когда-то. Мать-Земля, нас обманули, ты должна родить солдата. Мы за все Армагеддоны беловежским платьем златом. Враг на Волге, враг у Дона, ты должна родить солдата. В телеящике Пандоры все плодятся бесенята. Не смотри безумным взором, ты должна родить солдата. Бог оставил нас, так надо. И в раю хмельно от мата. Родина в аду, из ада ты должна родить солдата. Браво. Эта вещь называется «Работайте, братья». Давайте не опускать руки, работать и бороться. И мы всех победим. Спасибо. Браво. Сергей Соколкин, город Москва. Каля Илья Саламлай, Раиса Сарби. Нас приветствует лауреат премии комсомола имени Михаила Сельспеля, заслуженный работник культуры Чувашии, лауреат международной тюркской премии имени Фазыла Раиса Сарби. Гацеида. Россия, Халахизин, Адл, Азамати, поэзии фестиваля я тебе, Петик Экспром. Чувашьенре уяв баян, Тенде заси янрат, ян-ян, Тударстан ран, Пушкарстан ран, Тужерентень, Дагестан ран, Мариэль рен, Чемберлен рен, Окшиентень, Комиентень, Россия, Ургенесентень, Кинзешитлеш, Туз юлдаш сем, Херюитерелле савышсем, Ургалых сень, Чон евдизем, Туслых хилелень шевлизем. Чавашьенде уяу баян, поэзи дуе, ян-да-ян, саргалана, хула-да-ял, чумба-буят, щеклет выйхал. Керлет юрлатшен фестиваль, Мон адал азамати халь, азамла хватпа зизе, чере шүл ювенелже, мухтав зире поэту сем, тавах поэзи тузезем. Мне сегодня хочется прочитать стихотворение из этой моей толстой книжки «Магия чувашского костюма». К этому великому празднику я не поленилась, одела свой самый красивый, на мой взгляд, мой наряд и с гордостью читаю. Когда хожу в чувашском платье, когда на мне звенит тухья, во мне гремит ума палата, я становлюсь мудрей себя. На платье вышивки старинные, рунические письмена, и никакие черти джинны не смогут побороть меня. Мне обереги, простые эти, святые силы придают, и поступи лихих столетий гармонию вновь создают. Чуваши шли в жизнь точно, очно, души оберегая свет. Лик солнца вышивали сочно, у сердца всем неся привет. И летом, и зимой, ликуя, нося прекрасный свой наряд,
Я Божье Слово в нем диктую, в нем становлюсь я в Божий ряд. Всем миром в Божий ряд мы встанем, ведь дети солнца наш народ. Всем солнце свет дарить мы станем, мир славит наш чувашский род. Чувашский наш костюм стозвонный, поберегаем все, любя, на Агадуй, на праздник званый мы приглашаем друг себя. Наш зов услышали наши друзья, на Агадуй поэзии, на этот прекрасный праздник пришли, на чувашском языке свое поздравление я прочитала, когда-нибудь переведем на русский язык мой экспромт, который я написала в вашем присутствии. Благо здесь прекрасные наши и московские, и другие поэты многих стран. Да здравствует дружба поэзии! Поэзия, как свет, всегда оберегает белый свет. Тавдагуш, Мухтарские, Раиса Сарби. И замечательная фраза. Лицо и престиж каждого народа определяют конкретные люди. Так было, так есть, так и будет. Народ – это сотни тысяч людей, это миллионы. Но если народ не будет состоять из конкретных людей, из конкретных личностей, особенно талантливых, то народа как такового нет. Для меня современный татарский народ представляют два моих больших друга – Ренат Харис и Роберт Минолин. Прежде чем предоставить слово Ренату Харису, я хочу прочитать его стихотворение, замечательное, короткое стихотворение «Ямра монолога». Ренат Абый, может, расскажет, где и когда он прочитал, когда весь стадион встал после этого стихотворения. «Ямра монолога». Анистер сюлелегезе, есманам тарма касан, епушлап саралза үсме. Женженге саралза үсме, мана еспит шармандарзан, епушлап шарарах үсме. Шара үсме димамазан, мана ес тебемрин касан, тымарым пушла жовельме, тымарым мада каклазан, епсанан вильды пружинчен, пигенев теберхот үсме. Ренат Харис. Народный поэт Татарстана, заслуженный работник культуры Чувашии, лауреат премии имени Михаила Сейскуля. Он постоянный наш гость, весь чувашский народ, все чувашские поэты, особенно поэтессы Сарби, влюблены в этого замечательного татарина. Встречаем Ренат Харис, Казань. Человека, который сам не влюбляется, невозможно влюбиться. Я вот влюблен в чувашский народ, поэтому не случайно, если чувашские девушки, особенно женщины, влюбляются в меня. Я только рад этому. Я вас всех, в том числе и себя, поздравляю с этим замечательным фестивалем. Много фестивалей бывает, но фестиваль поэзии – это особый фестиваль, потому что поэзия – это не только услада души, поэзия – это не только очень хорошо звучащаяся фраза или там предложение, это способ мышления, самый совершенный способ мышления. Ведь не случайно, когда мы хотим кого-то поздравить, самых дорогих людей, отца, мать, детей, любимого, или произносим какой-то тост в честь чего-то, обязательно в первую очередь вспоминаем какие-то прекрасные стихи. Хотим при помощи стихов довести и свои чувства, и свои глубокие мысли, и свое отношение к тому, к чему мы обращаемся. Поэтому фестиваль поэзии, каждый народ должен проводить фестивали поэзии, потому что это нечто очень высокое, ближе, как говорят татары, гарше. Это
трон, где там, где-то сидит сам Аллах, сам Бог, и эти мысли ближе, поэтические мысли, ближе к тому высочайшему трону. Я, Валерий Владимирович, я министр, вот здесь заместитель министра и Министерства культуры, и Валерия Тургая, и всех участников, организаторов этого фестиваля поздравляю от души. До того, как прочитать свои стихи, я хочу продолжить то, о чем вам прочитал на чувашском языке Валерий Тургай. Действительно, это мое такое стихотворение. Это я читал такие лихие годы в Чечне, на стадионе. И когда я прочитал это стихотворение на русском языке, стадион встал. Вот сейчас я вам это хочу продемонстрировать, вернее, прочитать. По-татарски это так звучит. Üske üsmesin eli deyip baş butağımını kissem, min bit yan yakla üsem. Kinglikka gitmesin deyip yan yaklarımını kissem, min kuyılıkka üsem. Kuyılıkka üsmesin deyip yabaldaşımını kissem, min tamır yakla üsem. Bağrına şavimşi deyip fazıl tamırıma düşsem, kabrin üstünde üsem. Если мне макушку срежешь, чтоб не рос я в вышину, густотой побегов свежих я раздамся в ширину. Если мне обрубишь ветви, чтобы вширь не рос весной, зашумлю под вешним ветром бесконечную листвой. Если листьев срежешь вскоре, чтобы в крону я не рос, я тогда подамся в корень, под землей продолжу рост. Если мне подрубишь корни, чтобы вовсе извести, над твоей могилой черной буду запросто. Этот фестиваль проходит год. Очень знаменательный год проходит. В 1908 году впервые была опубликована поэма Константина Васильевича Иванова «Нарспи». Значит, в этом году 110 лет появления на свет гениальной поэзии не только чувашского народа, не только российских народов, но и гениальной поэмы, гениального произведения мировой литературы. Ровно 10 лет тому назад мы в Казани провели впервые конференцию, научно-практическую конференцию, посвященную столетию появления Нарспи. Участвовали Академия наук, Союз писателей Татарстана. Тогда был предводителем татарстанских чуваш, председатель чувашской автономии в Татарстане Яковлев Константин Геннадьевич. Он здорово нам помог. Приехали отсюда Тургай, Семендер, Порфирий Афанасьев, Раиса Сарби, и мы провели научно-практическую конференцию. Потом только через месяц в Чебоксарах подумали и тоже провели. В этом году, опять-таки, 110-летие этой гениальной поэмы, я думаю, в этом зале, а обязательно что-нибудь посвященное этому делу будет. И я к столетию появления этой поэмы тогда написал поэму, который называется «По следу Нарспи». Хочу прочитать отрывочек, пролог из этой поэмы. «Стихия любого народа – язык, его поле боя и ратное поприще. Есть много людей, что остры на язык,
и рады придумать товарищу прозвище, и нам обижаться не те времена, не те имена, точь-в-точь, что народу сердиться на родину, в тех прозвищах суть наша людям видна, а значит, их можно приравнивать к ордену. Без прозвищ немногие в мире живут, лишь те, в чьем характере краски отсутствуют, лишь те, кто как тени по жизни бредут и не проявляют ни дух свой, ни суть свою. Я был не такой, и прозвали меня товарищи русскоголовым татарином, и я их нисколько за то не кляня, жил дальше, гордясь этим званием подаренным. Немало всего довелось мне узнать, но я рос не грубый, не злобый, не мстительный, чувашей любил, и шутя стали звать меня все поэтом с душой чувашствительной. Я прозвищ своих и ни грамм не стыжусь, в них свойства души проступают длинные. Ну как это я вдруг от них откажусь? Они для меня словно крылья орлиные. Они мне мешают татарином быть, или с русским ссорят меня, или с чувашами. Они помогают мне всех их любить и дружбу крепить между народами нашими. Вот. Браво! Браво! Вот здесь мой очень большой друг, который уже много лет продолжает традиции Расула Гамзатова, у себя на родине проводит праздник белых журавлей. Магомед Ахмедов. Я его стихи переводил с великим удовольствием. Иногда вот бывает, переводишь так, а иногда получаешь удовольствие. Вот я переводил его стихи с удовольствием. И поэтому я посвятил ему такие стихи. Хочу перед вами им это прочитать. Я трижды, у них есть обычай горский. 3 раза тебя принимают, даже не спрашивают, кто ты. Угощают как самого дорогого гостя. После 3-го только спрашивают, кто ты, как тебя зовут. Вот такой у них обычай. Я трижды, путешествуя по свету, был гостем страны гор, как не как турист. Спроси, как звать татарского поэта, в ответ услышишь, ты Ренат Харис. Тебе я кунака уже роднее, и обратиться с просьбой могу, орлиное перо мне дай скорее, чтоб им, как встать, я начертал строку. Не знаю, родина ли моя довольна тем, что гусиным писано пером, и рад, и сожалею я невольно, что локти не кусал свои потом. Не раз пером писал я лебединым стихи в далекой юности моей и верил, красота непобедима, и мир спасет от гибельных идей. Душа строки прекрасна, если слово неустрашимо храбрецу подстать. Вручи перо мне горный край суровый, орлиный, чтоб подвигу готово, чтоб мне о самом главном написать я. Вот таким образом выразил свое восхищение творчеством этого замечательного поэта. Вам большое Ренат Харис, браво! Это же здорово, что на чувашской земле звучит стихотворение татарского поэта, посвященное дагестанскому поэту. Это здорово. Аплодисменты. Ренат Абыл, сейчас для вас сюрприз. И всем подарок. На сцене ансамбль татарской песни города Чебоксары «Ялкын». Руководитель Гюзель Федорова. Аплодисменты.
татарской песни «Ялтын», город Чебоксары. Но Роберт Туганов, удивительный человек, Роберт Минулин, родом он из Башкортостана, родился прямо на границе Татарстана и Башкортостана, так же, как и Ренат Абый, Ренат Харис, влюблен в Чувашию, в чувашский народ. Мы их считаем послами чувашской культуры, чувашской литературы в Татарстане, а послами татарской культуры, татарской литературы здесь у нас в Чувашии. Мы в конце февраля с Робертом Мугалимовичем были в Минске. Мы могли убедиться, как здорово там поддерживают литературу. Там понимают, нету государства как такового без литературы, идеологии нет никакой без литературы. И Роберт Минулин, вам слово. Большой друг чувашского народа, замечательный поэт Роберт Минулин. Аплодисменты, друзья. Сіз қадірлі достар, Қазаннан сізге көп сәлем. Чувашия – это республика моих друзей поэтов. Их очень много, и здесь они сидят, мои дорогие старшие товарищи, друзья. Я и детский поэт, я пишу для детей. Я вам прочту несколько стихотворений. Они звучат и на чувашском языке, потому что их перевел народный поэт Чувашии, мой друг, старший товарищ Юрий Семетер. И не только перевел, он издал мою детскую книгу на чувашском языке. Эта книга называется «Плак Сабантуй». Сабантуй – это значит по-чувашски «Акатуй». Это я точно знаю. Когда я взрослым стану, тогда наверняка отца просить не стану, а сам куплю щенка. Еще куплю билеты во все кино подряд. Пирожные, конфеты, печенье, шоколад. Мороженого пачек, наверное, 25, а может, сразу ящик придется покупать. Да, перочинный ножик еще бы не позабыть, велосипед, а может, машину мне купить. Не думайте, что это мне нужно самому. Купил бы все на свете я сыну своему. Купил бы что угодно, что бы он ни попросил. А мне щенка сегодня мой папа не купил. Завидую девчонкам. Пускай девчонки ставят 5 и хвалят за ее тетрадь. Я ни капли не глупее, а просто я люблю хоккей. Девчонка делать нечего, а я играл до вечера. Устал, чуть-чуть не доучил и снова 2 получил. Хоть не подам и веду я, девчонке я завидую. Ее не тронь, не обижай, в трамвае место уступай. Она тебя неряхой дразнит, а ты цветы дари на праздник. Нет, быть мальчишке тяжело, девчонкам больше повезло. Ох уж эти взрослые, кто их разберет? Почему у взрослых все наоборот? Если я играю, скажут, помогай. Помощь предлагаю, ну-ка, не мешай. Если я гуляю, сел бы почитать. А когда читаю, шел бы погулять. Если плащ надел, я надевай пальто. Чтоб я не сделал, все для них не то. Смотрю я телевизор, заставляют спать. Сон я утром вижу, пора уже вставать. Захочу котлета, есть заставит плов. Попрошу конфеты, вредно для зубов. Ох уж эти взрослые, все наоборот, просто непонятные, чудной они народ. Браво. Татарстан, Казань. А сейчас поговорим о Нарспи, о той самой поэме Нарспи. Ренат Харис дал высочайшую оценку этой поэме, и он абсолютно прав. Несколько высказываний коротких о поэме Нарспи. Александр Твардовский.
Нарспи – поэма, принадлежащая перу чувашского поэта, просветителя и демократа Константина Иванова, произведение яркое, своеобразное, вместившее в себя большое богатство народной устной поэзии, проникнутое прогрессивной идеей борьбы против гнета богатеев, против предрассудков темной и забитой дореволюционной чувашской деревни. Николай Марангозов. Я вижу в каждом небольшом отрывке, в каждом 12-строчии законченную картину. Зрительные образы ясны до галлюцинации. Мустай Карим, Башкортостан. Я никогда не перестану удивляться и поражаться чудом, имя которому Константин Иванов. О нем я сужу не только по его широкой славе, а по свету, звучанию, аромату, по сути, каждой его поэтической строки. Ибо как сопереводчик Нарспи на башкирский язык, я испытывал неописуемый праздник в себе от прикосновения к этому шедевру, от причастности к нему. Поэма Нарспи. Читает отрывки из поэмы Нарспи студент второго курса актерского отделения Чувашского государственного института культуры и искусства Григорий Петров. Каргашин Григорий. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я прочту вам отрывки из поэмы Нарспи Константина Иванова. Отрывок называется «Сарахе». Ежель куры хушинже, сапсары чеджей кюзеть, аслы сильби яринже, Нарспи ятлахе рюзеть. Пичи кучи, пить хюхи, хирди сары чеджек пек, и гекуче хупхура, и гюхура шаржабек. Яванащих жалда, щибить вэчек этризем, уца банаджух шангардада тенгизем. Кучи зембе пахнучух, качан чунищем жалеть, шухе тудой колначух, качан черище клянеть. Хирди сары чечеге, ожу кушпа кампахме, он беглай хитрей хире, мэнле качи юратме. Хевель анзал арзанах, питне жевать, шаланать, воя духмай шульгеме, кокоречине шагать. Шонгар тевитне, хубачи урла ярать, херле буржин тударне, херле шар зажигать. Воя сынче он сосы, каяк сосы еверле, ахалдаца кулначух, щирыпщин путемелле. Воя саламатчинех, савандарать сосыбе. Ирьи шолдыр хабарза, йол кулать тюбере, хойняши гелинче, Нарспи кандле щеварать, ыра телекзем курса, телекреди саванать. Ирех тарать, тумланать, Нарспи эще дыдынать. Е буржинчи плете, юрла тердавать, е щелемела ратте, щеви шорщабек плать. Сюсхюрелле хурши ида, баргарете, бардугать. Е пиртер смело ратте, выляндарате зыне. Е хулдыр чатыдатте, щипнете е черрине. Е сакшинче кужаги, питнечева пышласан, абат хадерганажын, алы ореща малыран. Аван иртребурныш, херечуле тулы чень. Аш шекельне ходана, щиджи ютран келечень. Нарспяши михитер, щерме пуян бурынать, волкой верне юрадать, нарспибе бухтанать. Маргербеке камен бор, кама бюрнем бекхер, ушмак шуги херемен, щуредь вол тенгезер, сильбияле мирне он бекхерзем гурасщок, парчаваш такой херне михитер бек пахасщок, михитеремен житмен. Менем жукшы журдымра, кемел тинге, тернебир, сағал жымен жүпшімре, туры болы тулы ехі желмезді келетре, шу сәт турық, сарабыл, тулы марыню хребре. Чон самаған суй жук, мегеден мен жетмест, пөдім ялда бір буян, ана негам шедемест. Унын шурче хулабек, керзен видер тухма жук. Хурал кызен тодырыне чохче пышсы житме жук. Кардыш тулы ябала кубалан завырдаще. Келет тулы тырызен таганас бектараще.
У рамах пекла жизем буде селище, унан вылих чарлексем, бичеге бек шуреще. Тури гаслища кильшур тая кранах куранать. Вирень бада мигедер тивишлипе мухтанать. Григорий, давай. Мотор. Ну вот, поем Нарспин, я пускаю, когда выйдет. Аплодисменты. Я хочу сказать несколько слов. Мы знали, Нарспин написано на чувашском языке Константином Ивановым. Вы слышали, как шикарно звучит. Но чтобы люди знали Нарспин на русский язык, перевел Борис Иринин. И Бориса Иринина нашел Твардовский, потому что мой отец Яков Ухсай сказал, что Константин Иванов должен звучать по всей России, по всему миру. Это шикарный поэт, очень сильный поэт, талантливый. И он обратился к Твардовскому, чтобы Твардовский перевел Константина Иванова на Нарспин. Твардовский прочитал и говорит: Яков, ты знаешь, вот я найду очень хорошего переводчика, и он переведет лучше, чем я. Он лирический поэт, и его перевел Борис Иринин. Это самый хороший перевод. И что я сюда пришла, я узнала, это уже чисто лично, что сюда приехал Ринат Харис. Это друг моего отца. Я очень рада. Как Мустай Карим был в Башкирии другом моего отца, здесь Ринат Харис, татарский поэт, друг моего отца. Ринат Харис, я очень прошу вас сказать об Ухсае что-нибудь. Вот о Константине Иванове мы сказали, а Ухсай – троюродный брат Константина Иванова. Вот я племянница выходит. У вас ведь есть стих Да, я Якова Ухсая знал, я его творчество почитаю, уважаю, я его считаю действительно одним из крупнейших, высочайших и замечательнейших столпов не только чувашской литературы, но и российской литературы. Я на его могиле был, я трогал землю, в которой он лежит. Я считаю, вот Твардовский, вы сказали Твардовский. Твардовский создал замечательного героя Василия Теркина. И такого же юмориста, такого же философа, глубочайшего лирического героя создал Яков Гаврилович Ухсай, это Эткельбук. Это такой же народный герой по силе духа, такой же народный герой, который должен быть почитаем, почитаем и почитаем. Ему большое спасибо. Я еще хочу сказать. Михалков Сергей Владимирович, друга моего, он мне сказал: Лёля, береги своего отца, когда вот папа уже болел, потому что Чувашу я знаю по 3 людям: Николаев, Чапаев, Ухсай. Твардовский говорил, что такой поэт, как Ухсай, рождается раз в 100 лет. И чувашскому народу повезло, что у него есть такой поэт. Мой отец говорил: я Гомера воспринимаю как историка. Вот если вы читали Ухсая, вот это тоже история, его поэзия – история. Спасибо за внимание. А я прочту несколько строк из стихотворения нашего великого Якова Ухсая, стихотворение, опять-таки, на тему дружбы народов, «Мана тудар санарла теща». Как это перевести на русский язык? Меня считают похожим на татарина. Нет, меня татарином считают, есть перевод. Да, вот, а это оригинал. «Мана тудар санарла теща». Илтме галаща тюбетей, хозяев тудар бегех сальмеща, эсме шарада тутлачей. Мана тудар лини начари, тиргел булади чважа, манрачанах тудар санара, тарать от семер ялгаса. Яков Ухсай. Браво. Ну а сейчас слово имеет прекрасная поэтесса, прекрасный поэт Альбертина Иванова. Она наша соседка, мы все любим Мариэл, нас объединяет река Волга, у нас и леса общие, даже
Осенью грибы у нас общие. И грузди, и белые грибы. Альбертина Иванова, встречаем, аплодисменты. Жаль, что грибы мы не вместе собираем, но очень радостно, что мы стихи вместе читаем. Эсен Лиса. Здравствуйте, дорогие друзья. Я хочу прочитать вам одно стихотворение на марийском языке. Это желание возникло не просто. А почему? Чуть попозже объясню. Юма, харал же шучмилнам, пирма тисом, дакалах чоннам, пек кавакивших качанку одна, туком бич туком и шложим болта, шиемир йолгам, олак лап йонгадам, сакваши волгадам бьючи сорта, оши брергичева, личи веркечева, илы суатуми ариелна. Это стихотворение стало сейчас гимном нашего общества Мариуше, стихотворение о родной нашей республике. Почему это стихотворение вдруг возникло в душе? Вспомнилось, потому что возникла гордость за вашу республику. Мы ведь не так много видели, так много слышали, так много радовались. И самое интересное, когда радуешься за соседа, почему-то возникает гордость за себя. Это, наверное, самое главное в нашей встрече. Стихотворение на русском языке. У нас, у марийцев, когда заходят в дом, вместо «здравствуйте» говорят «илыда, утрида». Вы живете, говорите. Марийское приветствие. Как живете, говорите. Так приветствует мариец, заходя к соседу в дом. Наш язык совсем не беден. Слово каждое, смотрите, дышит чувством и добром. Ведь живете, это значит, крепки ли вы душой и телом, и ветвится ли ваш род, есть хлеб-соль под вашей крышей, а дитя в избе не плачет. Пол просторен для пляса, если праздник к вам придет. Говорите, это значит, всем ли в мире здесь живется, сына любит ли родитель, чтим ли внукам старый дед, дверь пришельцу отопрется, песня вместе с ним споется, если так и спросу нет. Если так, пусть так и будет, и двух слов хватало предку, всяк был ясен перед ним, был поэт он и философ, и теперь на все вопросы вам ответят наши люди, и живем, и говорим. Я очень рада, что вы тоже и живете, и говорите. Этот фестиваль, он не просто праздник для нас, он труд души. Валерия Тургая мы хорошо знаем. Вы, наверное, лучше знаете его. Но у Тургая в Мариэле есть другой псевдоним – Туригай, как жаворонок. И вот Валерий Туригай сегодня летает над радугой, над Волжской радугой. Нас рано будет, нас заставляет работать, нас заставляет петь, нас заставляет радоваться и гордиться тем, что мы видим. Спасибо большое организатору этого фестиваля Валерию Тургаю. И еще, эта встреча, она действительно труд. После каждой этой встречи возникают новые наши работы. Одна такая встреча побудила нас, вот присутствующих здесь поэтесс Раю Орлову, Нину Обрезкову, выпустить вот такой цикл взаимных переводов. Я думаю, после этого фестиваля на марийском языке зазвучит и Валерий Тургай еще раз, он у нас и так звучит по-марийски, зазвучит на марийском языке и Юрий Самендер. Мы уже договорились о взаимных переводах, о взаимных изданиях. Это будет нашим ответом на приглашение хозяев. И дело в чем. Мы приезжаем
на фестивале мы выходим на встречи для того, чтобы встретиться с глазами своих читателей. Кто он, поэт, без своего читателя? Для поэта нужны ваши восхищенные, вдумчивые глаза. Без этого поэт не работает. И поэтому я сейчас хочу вам прочитать одно стихотворение из своей новой будущей книги, которая готовится к изданию в следующем году. Извините. И почему это стихотворение, я объясню. «И тихо вздрогнул камень под рукой», называется стихотворение. «И тихо вздрогнул камень под рукою воятеля, а он спешил в шедевры воплотить свой пыл, на зависть всем, себе во славу. Год напролет его крушил, то резал, то зубилом бил, пилил, рубил и жадно пил его тепло ладонью грубой. И вот на свет шедевр явил, на зависть всем, себе во славу. А камень чуть остыл, ибо забыл, кем был, шедевр неповторимой от природы. Мечтал и впредь остаться он необработанным куском породы. Я тихо вздрогну под твоей рукой. Я очень хочу остаться, как Марийка, необработанным куском породы. Я хочу остаться такой, какая есть. Я хочу, чтобы у нас язык остался. Я хочу, чтобы никто не пытался нас изменить. Я этого желаю всем вам. А сейчас я хочу подарить вот эти книги для библиотеки. Я думаю, Валерий Владимирович передаст. Библиотека на были, Аркаша. Это моя книга на марийском языке. Она называется «Сурцева Чимбакула». Это ангел спускается на плечо. И сегодняшний день это как раз тот миг, то время, когда я чувствую, что ангел спустился на плечо. Спасибо вам за внимание. Да, спасибо, Альбертина Петровна. Альбертина, только одно уточнение. Организатором фестиваля является Министерство культуры Чувашской Республики. А я всего лишь помощник Министерства культуры. Спасибо. Аплодисменты нашей соседке. Перед
наше будущее нашей культуры, нашего искусства. Коми Республика. Это далеко или близко? Нина Обрезкова, замечательная коми-поэт. Она во второй раз у нас, она присутствовала на презентации этой замечательной книги «Чичерин-Чича». Здесь в моем переводе представлены стихотворения представителей 7 народов Поволжья и Урала: Мари, Коми, Мордвы, удмуртов, татар, башкир и чувашского народа. И здесь, конечно, есть стихи и Альбертины Ивановой, и Раи Орловой, и, конечно же, Нины Обрезковой. Аплодисменты и поздравления со вчерашним орденом. И Крут, и озер Бахадер. Кын озерланан помыс дорис. Зев ради это гурбнысы бальда озер джига сваты скорис. Совитчище остерпит щит. Кор шильбианын воас кылыш, кор озыр кутасны кырки, и юам кодалам кор тылыш, о дыра шильжо праздникыч, кынсылыч лотайда буркатсы, кынны локшанте шиме, кычолам теж могул атсы, а махадерлан керкатыр, коткы дыра, пуры платье, нывкыжин регидлоудаш, свадьба лундаль, кадыс катте. Это перевод сделан нашим классиком Юрием Высотовым. К сожалению, пока не вся поэма переведена, а некоторые отрывки. Они опубликованы в нашем журнале в 90-м году. Я в тот раз говорила, что я буду переводить, но я не настолько хорошо еще вникла в культуру вашего народа, и очень прошу прощения. А без этого переводить нет смысла. Я обязательно еще раз к этому вернусь. Еще я перевела уважаемую мной Раису Сарби. Если позволите, я почитаю пару стихов. И коротенькие, перевела 5 стихотворений, но почитаю 2 маленьких. 2 желтых листа. Значит, переведена из книги «Жажда счастья». Как вишкор, арча сынадус, атишинтеями пьянца. Как кымертор пашки дьенежас, атишинтеями пьянца. Как вынагы помтова кияны, атишинтеями пьянца. Микос вишна кут, мы не смыда тен ради, аски саншеры слово аски, но там тен ради. Сөстіма і йона, ащо молимось, вольний світимось, гашкарський так же шуа, і аскомось, і нимпомось, но косичным оккор. Вы узнали свое стихотворение? Это нет клятвы, не дает. Очень тонкие, хорошие такие, прямо нравится мне их переводить. Ну, свои почитайте. Корка локтан горта, Уджуд морт. Саман пуригаден зураш, мелодия сбеллит ляпкет, гордо пырит юрте копыт. Большим человеком домой, министров вернувшись, и вспомнив о многом, смотри, не удайся, косяк не высок, склонись перед дочью порога. Дава дороличя. Мудем кук я сышту, я сывала смех бочта. Талон некий часы щелгнул. Талон шойче, талон не вот. Вот я дома, и к речке спускаюсь. Снова уставших вода пыль дорожную смоет. И я сегодня уже никуда не пойду. Ведь сегодня я дома, и я отдыхаю. Спасибо вам большое. Я бы хотела всем в зале молодые люди, чтобы они никогда не забывали свою родную землю, свой родной, надеюсь, язык. И куда бы вас жизнь не занесла, космос, не знаю, под землю, чтобы вы всегда знали, что Родина вас любит и ждет. Спасибо всем. Браво. Нина Обрезкова, секретарь Республика Коми. Я немножко буду другой. Эту книгу своей прозы я бы тоже хотела дать в библиотеке города Чебоксар. Это библиотека национальная Чувашской Республики Нина. Нина, твое стихотворение, вот то самое, которое ты прочитала о пороге, в моем переводе на чувашский язык.
Вызыкшин болса, тавранзасын келне, шидеде хунбек вохот, пешкен-мешкен анман, шулемар перенялык, тайгушна, алыкран кенечух. Ну а сейчас музыкальный номер, и не просто музыкальный номер, а музыкальный подарок с большим смыслом. На сцене солист Чувашской государственной филармонии Вячеслав Вахтеркин. Лауреат международной премии имени Михаила Честера.
Вадим Бахтеркин, солист нашей филармонии, исполнил гениальную песню «Журавли». Слова Расула Гамзатова, перевод на чувашский язык, Валерий Тургая. Извините. Спасибо. Давай. Но сейчас выступит Рая Орлова. Магомед готовится, наш дорогой гость. Рая тоже присутствовала на презентации этой книги, но тогда не была зима, а Чебоксары летом, весной лучше, да? Встречайте, заслуженный, но нет, прошу, дайте я регалии по-человечески, так сказать, зачитаю, иначе еще Рая обидится. Рая Орлова, член Союза писателей России, заслуженный поэт Республики Мордовия. Видите, у людей какие звания есть, у нас нет такого звания. Я предлагал сделать звание заслуженный журналист Чувашской Республики. Некоторые идиоты были против. Заслуженный поэт Республики Мордовия, лауреат Государственной премии Мордовия, редактор поэзии журнала «Мокша». Аплодисменты! Добрый день, дорогие друзья! У мордовского народа, как и у многих народов на земле, есть прекрасный обычай не ходить в гости с пустыми руками. Что может подарить поэт? Самое дорогое — свои стихи, свои песни. Думаю, на моем прекрасном, на самом лучшем языке, на моем макшанском, чувашское стихотворение. Какое прозвучит! Валерий Тургай, счастливая бабочка, повозумела Лиян, Муншачин Линемс, Лиян, Кутян Сельменевс, Валга, Тага весть Кутян, Шинстяма Пинкса, Расовель ты Симолян, Вся свинья сатый, Ламу вас Саулиндян, Вайлайвать пецаш, сон проуспижа океан, Лугас не тишетнень, и панчвин кастом смажцы, Синьказих кенертима, шаребрейс лиян, И сяда павазу, те мастер лакса аш, Мункортат патиненьи, ваймам спинге сась, А в кулцинцамас, мельсест ансе климас, Мункельк сосембы, Эрев цмузит сей сувась, И нинге, кельгума эспрясь, 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 Да кали мазы, моньфтеман, лайпас лугас, Да кали мазы, моньфтеман, те мастер лакс, Круг тебе бингань, менельс казникс макс, Мирс уля шава, афалинсан мастер лакс, Как апак ваймак, кельми пизем слознеи, Как вармат локша цвешки, Тутят пани сон, Энельдян, кулесть, кельгас шачим лайман день, И силу гаса лаймяса, монь, монь, монь. А следующее стихотворение «Дорога» перевела российский поэт Ирина Ермакова. Куда бы ни шла, к тебе ведет мой путь. Мои слова к тебе доносит ветер. Во тьме и в серебристом звездном свете, куда бы ни шла, к тебе ведет мой путь. В краях, где реки холод вод несут, и где на юг собрался клин голдящий, а осень золото скрывает в чаще, куда бы ни шла, к тебе ведет мой путь. Куда бы ни шла, к тебе ведет мой путь, и в счастье, и в беде одна дорога, и речь едина для людей и Бога. Куда бы ни шла, к тебе ведет мой путь. И позвольте еще одно стихотворение, поклонение моим дорогим сородичам. Я смотрю, очень много молодых людей, детей. Тут прозвучат те имена, которыми гордимся все мордавы, мы. Мой мордовский язык, мой живой, мой мордовский язык,
согревал в Анзерском скиту Никона. Мой певучий мордовский язык в сердце Родины слушала Зыкина. Мой упрямый мордовский язык кровь звезды золотой Девятаева. Мой родной, мой мордовский язык дар небес, чтоб Спасителя славила. Мой мордовский затворник язык воплощен навек Эрзей скульптуры все. Мой мордовский, мой звездный язык был с Дежуровым 7 раз в космосе. Мой мордовский, мой тихий язык в васильковом веночке Руслановой. Мой могучий мордовский язык колыбельная песенка мамина. И хранит тебя из рода в род мой великий мордовский народ. Браво, браво, браво. Аплодисменты. Троянлова, Мордовия. Спасибо тебе. Я смотрю иногда на нашего академика, и Лев Пантелеймонович просто, как говорят сейчас молодые люди, балдеет от звука, от красоты языков татарского, коми, мордовского, марийского языка. Ну, господи, какие красивые языки, да, Сергей? Вот ты русский человек, и смотрю на тебя, ты тоже очень радуешься. Надо беречь это богатство. Может быть, вполне возможно, самое главное богатство Российской Федерации, наверное, это наши языки, наши культуры, наши литературы. А сейчас танец, но танец для Чувашии необычный. Итак, «Дети гор». Хореографический ансамбль чеченской общины «Дети гор». Художественный руководитель Исраил Хаманаев. Встречаем!
на самом деле подарили нам такой замечательный танец. И удивительно, Мизраил, да, чеченец по национальности, закончил хореографическое училище и сейчас учится у нас на медика, да? Аплодисменты. А Алла по отцу армянка, по матери чувашка. Вот такой интернационал. Браво! Спасибо огромное! Спасибо! Здравствуй, Кавказ! Я сегодня специально взял с собой и в музей космонавтики эту замечательную книгу великого Расула Гамзатова. Я цитировал строчки из этой книги много раз и в Махачкале, и в других городах Дагестана. Удивительно, Расул Гамзатов нашел место в своей знаменитой на весь мир книге и представителем чувашского народа. Страница 316. Некоторое время назад гостем Дагестана был прославленный космонавт Андриан Николаев. Заходил он и в мой дом. Моя маленькая дочурка спросила: а в Дагестане нет своего космонавта? Нет, ответил я. А будет? Будет. Будет, потому что рождаются дети, потому что мы даем им имена, потому что они растут, шагают вместе со страной. С каждым шагом они ближе к своей заветной цели. И пусть в других местах скажут про Дагестан, как мы говорим про аул, в котором порядок и мир. Там есть человек. А в другом месте Расул с юмором, чисто гамзатовским юмором, пишет так. Лакцы, это один из народов Дагестана, лакцы звук «х» произносят мягко. Художник Хабут Абуталиб, например, скажет: Хапалаеву Хюсангай приехал. К нам приехал Магомед Ахмедов. Аплодисменты. Выдающийся аванский поэт, он уже 15 лет работает председателем Союза писателей Дагестана. Шригимат Шавариб Шимат Садин Дитс Шаматаго Бутабутакун Шуруа Угуа Ахмуду Цар Цирдана Сигиги Дагестана Хетираму Курадара Кункар Патоку Тезева Кревханжар Яшури Хасратам Хочева Каре Хомушна Кудуртаму Кудияу Хитинау Камерока Амахан Шетаан Тидахамаро Хиндустан Димоги Хиневецнам Хоники Париж Хиневутил Дит Сорсуна Верцис Леварстас Дит Садервас Салам Хасрат Кудия Пакич Диркахи Убагамун Хечуниги Согит Хинабута Хевдалади Шантебихизе Махарвицу Партал Чурлиас Чурле Коливас. Это стихи великого Расула, как называется «Мой Дагестан». И так звучит аварская речь. Дорогие друзья, я с большим чувством счастья нахожусь на чувашской земле, потому что я здесь был еще в 1974 году первокурсником литературного института, студенческой бригадой, мы приехали в Чебоксары, и тут читали стихи, первые свои стихи первокурсников. С тех пор у меня не было такой возможности приехать в Чебоксары. И вот мы с Валерием Тургаем дружим уже долго. И все время он в Дагестане бывал. Потом стыдно стало, что я здесь не был. Поэтому решил на этом фестивале исправить свою ошибку. Правильно. В Россию я приехал с большим удовольствием. Я хочу сказать, вот сейчас вот стихи прочитал от Орлова. Под этими стихами любой национальный поэт подписался в данное время, потому что когда наши языки малочисленных народов находятся в какой-то опасности, единственное спасение для них — это поэзия, поэты. Это единственное спасение для них
такие замечательные встречи, которые мы проводим. У нас в Дагестане очень много таких. В Дагестане создан единственный среди российской делегации Государственного театра поэзии, ежемесячно проводим огромные поэтические вечера, встречи, проводим ставим моноспектакли, поэтические спектакли. И вообще Дагестан называют страной не только страной гор, но и страной поэтов. И самые выдающиеся отношения дагестанца было это к слову и коню. Ну, и поэтому появилась пословица: за хорошее слово жаль и хорошего коня дать. Так относились к слову, так относятся к слову. И классики дагестанской поэзии, они всегда были рядом с народом, с его бедами, с его тревогами, с его надеждами. И когда они врали, они всегда были, их стихи всегда были молитвенными. Они стояли перед горами, перед битвой, перед матерью, перед Родиной. Это превращалось в молитву. Эта молитвенность, великая молитвенность дагестанской поэзии перенесли через многие века. И вот эту молитву превратил в журавли, послал по всему миру и Расул Мамзат, наш великий поэт. Я хочу, чтобы наша молитва звучала, молитвы наши звучали на наших родных языках, чтобы перед нашим народом мы молились перед своими народами, перед своими матерями, перед своими родными, перед своими тем, что дорогим, что у нас есть. Потому что каждый народ – это бесценное достояние мира. И каждый язык – это самое, что есть высшее достижение каждого народа и человечества. Желаю вам всем самого доброго, и чтобы вы не подумали, что я только болтаю, а стихи не пишу, почитаю несколько историй. Я хотел новую книгу взять по дороге, опять мой друг Тургай завернул в другую сторону, я не попал в гостиницу, книга там осталась, но придется то, что наизусть знаю. Первое стихотворение называется «Одиночество». Я не пытаюсь придумать другую любовь. Поезд ушел, и смешно перевод цену. Кроме того, я сегодня не выучил слов. Я одинок. Одиночество чище измены. Эта метель за окном закипает вином. Это сгущается ночь и комната пыток. Я отодвинул бокал, потому что смешно пить одному. Одиночество — лучший напиток. Ветер относит улыбку и руки твои. Не было вовсе тебя. Не так показалось. Вот уже все, вот уже ничего не осталось. Я одинок. Одиночество выше любви. Второе стихотворение, что называется «Честными». Честь имею, два великих слова выбросил из лексики мой век. Пистолет заряжен, все готово, и шагнул к барьеру человек. А теперь уладится иначе. На столе бутылка коньяка. Что нам до мальчишеских чудачеств дуэлянтов Энского полка? Пересохло русло черной речи. От туристов горе не видать. Будет жить без этих слов навлечи, но труднее будет умирать. Что же делать? Время продиктует новые удобные слова. С черной речки черный ветер дует, и как машук сидеет голова. Недруга приближу, брошу друга. Нелюбимое чувство объяснюсь, не боюсь я замкнутого круга лексикона, но боюсь. И как юный прапорщик, бледнея от насмешки тайного врага, закричу однажды: честь имею, перепутав годы и века.
честь в этом зале приветствовать нас дагестанская диаспора, здесь есть, вот Яков даже в зале находится. Встаньте, пожалуйста, Яков. Аплодисменты замечательным сыновьям братского аварского народа. Аварский человек на чувашский язык. Да. Спасибо, Магомед. Стихотворение Магомеда Ахмедова «Охотник Сунарджа». Перевод Валерий Тургаев. Таллядя Сунарджа Петя. Тебе долы калехиндек. Юнланна алара азаплан саспача каяк шилыхбек. Узалар желте ишланатвал. Шуктазал машкан шилыхран. Вырда яманна вайзар каяк. Юнбаварланна алара. Шубузанада ыраттардыр. Амантыр чулла черене. А Иван из каяга бемерен. Из татран эмет бешевне. Дорогие друзья, любой праздник хорош тем, когда он вовремя заканчивается. Сейчас слово для приветствия, то есть, да, слово для благодарности предоставляется заместителю министра культуры нашей республики Елене Геннадьевне Черновой. Каркасовне Елена Геннадьевна Риксмар. Дорогие Смахкалас Платинде, но не могу не сказать все-таки теплые слова на самом деле о сегодняшний день, сегодняшний, ну, скажем так, вечер, посвященный нашей любимой поэзии, я думаю, состоялся. И знаете, вот на одном дыхании прошли, казалось бы, не минуты, казалось бы, почти 2 часа, но я, вот настолько я была тронута и вдохновлена общением с вами, что вообще вот и не зря, наверное, сказали, что сегодня в зале прозвучали такие слова, что поэзия на самом деле вызывает бурю эмоций в нас. И это может быть и слезы радости, слезы какой-то печали. И, наверное, это говорит о том, что мы живы, что мы живем, что мы чувствуем. Это просто прекрасно. Поэтому я еще раз хочу всех поблагодарить, всех наших гостей, всех участников этого замечательного фестиваля, организаторов этого фестиваля за то, что он у нас состоялся. И я надеюсь, он будет не первый и не последний. И мы будем продолжать эту добрую традицию, и будут к нам приезжать наши любимые, многоуважаемые поэты, наверное, не только Российской Федерации, но и давайте и за границу тоже, может быть, и мира, потому что на самом деле талантливые люди живут везде, в каждом народе есть свой талантливый человек. Еще раз всем большое спасибо. Ну и, наверное, до новых встреч. И в заключение пускай прозвучат гениальные строчки нашего великого Петра Кузангая. Мы вспоминали его много раз и в Музее космонавтики. Мы читали сегодня и строчки из стихотворения Ухсая. Петр Кузангай, Игорь Полна, Пор Булатбар. Были мы и есть и будем. Эверземир цибыраща, Истерзел скал молне, Кенегежезем шираща, Чавасейн куннесулне, Тенгерейт пармалалла, Кайридени хальгуратпар, Манайвана самбала, Игорь Полна, Пор Булатбар. Перварман был за недемлях, Терлезимус порунда, Яром загнаюсь смелых выранщи варманда, Касно, подор на бере, как лаза хартман да мардар, Варлах юрна порванех, Игорь Полна, Пор Булатбар. Были мы и есть, и будем. Когда будешь, не прыгай улететь. До новых встреч. Я думаю о вас и повторяю мыслях ваше имя. Грустит роман с тревожной светло, и к вам непостижимо в слове каждом приходит откровение само, как вы в мою судьбу вошли. Уйдете вы, скажу вам в добрый час. Концертмейстер Екатерина Фаргеева, ваша аплодисменты.
Ну что ж, добрый день, дорогие друзья. Мы рады видеть вас в этом зале на торжественном ужине для гостей и участников, то есть для вас, фестиваля поэзии народов России «Адом Азамач», посвященного 170-летию со дня рождения великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева. И для приветственного слова я приглашаю на нашу импровизированную сцену министра культуры по делам национальности и архивного дела Чувашской республики Константина Геннадьевича Яковлева. Добрый день, дорогие друзья. Кого не видел, я многих уже сегодня видел утром, когда были на приеме главы Халаси сегодня. Действительно, немножко на улице не прохладно, но тем не менее очень приятный день. В рамках 170-летия великого просветителя народов, я хочу сказать, вообще Поволжья, Ивана Яковлевича Яковлева мы в этом году отмечаем. В рамках этого празднования у нас очень много ряд мероприятий проходят. Это и встречи. Вот мы придумали в этом году с Валерием Тургаем, с писателем совместно организовать такой вот вечер поэзии в рамках 170-летия Ивана Яковлева. Я думаю, наверное, вам понравится. Конечно, за короткое время, я думаю, что-то, может, увидели, что-то не увидели. Вот, ну, я так понимаю, побывали на родине нашего космонавта Андрея Николаева. Вот, почувствовали дух, ауру, я думаю, нам чай пить его должно было быть именно в том доме, где жил долгие годы наш легендарный космонавт вообще нашего народа и России, СССР. А сегодня я хочу просто огромный, вот так выразить благодарность всем тем нашим уважаемым гостям, вот, которые далеко из Дагестана, из соседнего Татарстана, то есть, и других областей регионов, которые и Марии, и в Мордовии, то есть там, да, и Коми. Огромное спасибо, вы действительно люди большой буквы. Вы настоящие патриоты нашей Родины. Вот я всегда говорю, вот и вчера об этом сказал, уже третий раз повторяю, как-то был, по-моему, день рождения, и Валерий Тургай, по-моему, отмечали в театре Константина Иванова, я там вышел, я тогда не министр, общественный деятель там, вот такой вот, выхожу на сцену, там полный зал, и говорю, вот, помнишь, Валерий, не помнишь, я говорю, знаете, говорю, можно, говорю, министром стать, но, говорю, народным поэтом, говорю, стать невозможно, весь зал там. И после этого мне министр подходит, говорит, вы что, говорит, имели в виду, против меня, что ли, там, типа? Я и не знал, что я сам министром, а оказывается, министром можно стать легко. Вот так вот, и так получилось, да, в жизни. Но вот народным поэтом, писателем я, конечно, никогда и не стану, и не смогу. Поэтому хочу сказать огромное вам спасибо. Вы, наверное, дар от природы, от Бога, от матери своей родной, как говорится, то, что действительно вы легендарная личность, легендарные вы люди на этом свете. То, что вы пишете, то, что вы говорите, вот лучше вас никто не напишет, лучше вас никто не скажет, понимаете? Вы насквозь сердце любого человека можете словом сказать и убить, или мертвого поднять. Это только могут поэт, великий поэт или писатель. Поэтому я хочу вам пожелать здоровья, счастья. Вы, главное, всегда, чтобы вас люди любили и берегли. И читатели всегда вас почитали, и читали ваши пьесы, ваши стихи. Потому что там, если в каждом вашем слове есть там целая эпоха, целая история. Об этом никто лучше вас не скажет. Вы и патриоты, и воспитание в ваших руках. То есть вы многое можете изменить в мире. И можете изменить много, невозможно сделать для людей. Поэтому, я думаю, умный руководитель, наверное, всегда не понимает, что идеология в ваших руках, коллеги. Вся идеология в ваших руках. Как жить будущей молодежи, конечно, это творите вы. Поэтому я хочу сказать спасибо нашей главе Республики Михаилу Васильевичу. Он действительно сегодня и вообще вот в своей деятельности очень много уделяет внимания именно и поэзии, и театру, и художникам. То есть это самое, наверное, важное вот, считать на своей работе. От этого зависит будущее наших регионов и вообще нашей России. Поэтому я очень рад, так вот, не так много у меня времени сегодня был с вами.
побыть. Я очень хотел сидеть до утра, пообщаться. Я это очень люблю. Мне очень нравятся живые встречи. Я всегда остаюсь от этого, получая энергетику, и потом хочется еще сильнее работать. Еще думаю, что же тем удивить наших художников, чем же удивить наших писателей. Я всегда чего-то нового придумываю, всегда. У меня идей много, но вы именно мне помогаете реализовать вот эти идеи сегодня. Спасибо вам, кто вы есть. И, конечно, я хочу сегодня дать такой встрече, то, что выразить еще раз спасибо и такое благодарственное письмо, Дарчеры у нас называется, я хочу вручить. Сегодняшняя встреча зафиксирует историю. То в вашем луке дети говорили об этом, что вы когда-то 50 лет назад были в Чебоксарах на таком-то встрече. Так, Сергей Юрьевич Коколкин, заслуженный работник культуры Российской Федерации, секретарю Союза России, искренне благодарны за активное участие в работе первого фестиваля поэзии народов России «Ада Азаматия», посвященный 170 дня рождения великого просветителя Ивана Яковлевича Яковлева и 128-летию классика чувашской поэзии Константина Иванова на днях отметили. Желаю вам доброго здоровья, счастья, успехов во всех благородных делах. Да, и мы решили на память все мы такие вышивки чувашские чайные, чтобы дома не просто говорили о нас, а всегда вспоминали за чашкой чая. Чтобы были в замечательном городе Чебоксары, Чувашской Республики. Члену Союза писателей России, заслуженный поэт Республики Мордовия Раисе Константиновне Орловой. Фотографируют нас вот так вот с вами. Да? Как вы знали. Кристине Петровне Ивановой, заслуженный деятель искусства Республики Мария, члену Союза писателей России. Магомеду Ахмедовичу Ахмедову, вот из далекого, ну, самого близкого Дагестана. Роберту Бугалимовичу Минулину, народный поэт Республики Татарстан, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, и самому близкому другу еще хочу сказать. Тоже долгие годы, когда он работал заместителем председателя Госсовета, а я был такой еще никакой. Но я всегда приходил, он с удовольствием меня пускал в кабинет даже, между прочим, со мной беседовал. Вот я все это помню. Николаю Сорокину, заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Чувашского писателя Республики Татарстан. Николай Николаевич, тоже долгие годы вместе работали. Но я сейчас хочу пригласить на эту сцену легендарного человека. Вообще слов нет. Это, конечно, друг, товарищ Ренат Максумов. Это самый такой известный человек в моей жизни, который, как сказать, у меня нет слов высказать ему признательность и уважение. То, что он сделал, мне многому научил жизни. В тяжелые годы, время, когда бывали, всегда умные советами мне помогал. Наверное, он был замминистра, а меня стал министром культуры. Так ведь? Только это вот благодаря ему. Вот его ученики, это очень важно. Спасибо большое. Спасибо. Раз так меня уж похвалили, я хочу прочитать одно стихотворение. Мы о Петре Петровиче Хузангае много сегодня и говорили, и будем говорить, потому
это величайший не только чувашский поэт, он еще является уроженцем Республики Татарстан, но он является мировым поэтом. Эпир полно, пур платно. Мы были, есть и вечно будем назло угрозам черных дыр. И ни стихиям, и ни людям мы не дадим сгубить наш мир. Летит с морей соленый бриз, кипит задор счастливых будней. Без булганбыз, бар булырбыз, мы были, есть и вечно будем. Пройдут напасти и ненастья, сойдет на старых ранах кровь. Мы будем жить и верить в счастье, пока на свете есть любовь. Ночь сменит день, а утром снова лучей веселый перепляс. У нас всегда найдется слово, что перу, что веру в жизнь поддержит в нас. Без булганбыз, бар булырбыз, мы наше кредо не забудем. Эпир полно, пур платпор, мы были, есть и вечно будем. Геннадию Аркадьевичу Максимову, председателю правления, написать тоже, а как? И, конечно, легендарному еще у нас есть чувашский легендарный человек, это Валерий Тургай, который, как говорит, ночами не спит, министру спать не дает, 3 утра меня говорит, вставай, слушай стихи. Валерий Тургай. Великий человек, который действительно вот двигает все, что не двигается. Давайте спасибо ему и скажем еще раз. Спасибо. Спасибо, Константин Геннадьевич. Аплодисменты. Но на этой мажорной ноте мы продолжим. И в исполнении Татьяны Васильевой прозвучит песня о хорошем настроении. Встречный прием, мы
несмотря на пасмурную погоду, сегодня в нашем зале тепло, уютно, солнечно. И это только благодаря теплоте ваших сердец, дорогие гости. Но я приглашаю сюда народного артиста, народного поэта Чувашской Республики Валерия Владимировича Тургая. Ты приветствую слово. А что, разве не артист? Каждый поэт обязательно артист. Но если каждый артист был еще плюс поэтом, это было бы замечательно. Но не каждому артисту, к сожалению, дано быть поэтом. Но есть такие артисты. И именно перед ними мы преклоняемся. Это Шаляпин, это многие-многие другие. Что касается того, что вчера и сегодня произошло и происходит сейчас, это не пьянство коллективное, все очень серьезно. Кажется, Рая или Нина сказала, здесь наши души работают. Все очень важно, все очень серьезно. Не случайно данное мероприятие проходит под патронажем Министерства культуры нашей республики. Я тоже когда-то думал, ну, подумаешь, поэты ездят в Дагестан, Татарстан, Башкирию, Самару и так далее, подумаешь, там умные слова говорят, а нет, оказывается. После таких наших встреч появляются отдельные сборники Расула Гамзатова на чувашском языке, Кайшина Кулиева на чувашском языке, сборник «Антология кавказской поэзии» на чувашском языке, сборник поэзии семи народов Поволжья и Урала. Это все работа души. И спасибо, Константин Геннадьевич. Я с 1978 года живу в Чебоксарах. Я столько министров культуры видел. И культурных, и некультурных. И вот, когда я встречал гостей, я практически каждому сказал, наконец мы дождались нормального министра культуры. Я говорил так? Говорил? Говорил. Наконец мы дождались. Уроженец Татарстана. Ренат, а вы, кажется, вчера сказал, он почему хороший? Потому что он чуваш татарстанский. Вот. Когда возникла в нашем совместном общении эта идея провести что-нибудь для поэзии, ради поэзии, Константин Геннадьевич загорелся желанием. Я думал, он обещает и забудет. Ничего подобного. Не забыл. Запомнил. Конечно, говорят, первый блин комом. Ну и я не сказал бы, что комом нормальный блин получился у нас в общими усилиями. Все правильно, Константин Геннадьевич? Это вот тот случай, когда руководство республики слышит голос общественности. Это тот случай, когда руководство республики и общественность вместе делают одно общее большое дело. Вот это замечательно. Когда власть живет своей жизнью, а интеллигенция, общество живут своей жизнью, ничего хорошего в этом нет. Ничего хорошего нет. А что касается поэзии, конечно, это главное богатство. И отдельно взятого человека душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь, Николай Заболоцкий. И достояние каждого народа. Вот Халимом никогда не был, поэтому сегодня работаю без зарплаты. Слава Богу, друзья поддерживают. Занимаюсь, то есть руковожу общественной организацией фонда Михаила Есейскуля. Но тем не менее, я за то, чтобы добрые слова человеку говорили вовремя. Ругать все умеем, критиковать все умеем, а вот добрые слова говорить стесняемся. Константин Геннадьевич, Юлдаш друг мой, он еще до того, как стал министром, помог издать мне сборник великого татарского поэта Мусы Джалиля на чувашском языке. Свои личные деньги внес. Еще один факт, как говорят татары, факт. Когда мы здесь отмечали столетие Кайсына Кулиева, получилось так, что денег не хватает на это и на это. И с Нальчика пригласили внучку, племянницу Кайсына Кулиева, самолеты, гостиницы, дары-бары и так далее. Константин Геннадьевич достал из своего портмоне деньги, большую сумму, говорит, это лично от меня на проведение юбилея Кайсына Кулиева. Я такого министра культуры еще не видел, чтобы из своего кармана взял и положил на проведение большого праздника свои личные деньги. Я поднимаю тост за нового, необычного, нестандартного
поэтически настроенного, влюбленного в свое дело, в свой народ, в Россию, в Чувашию, нашего министра культуры. За Константина Яковлева. Нина Александровна, наконец вы сказали, вы когда, ну ладно, об этом не буду говорить сегодня. Да, члену Союза писателей России, поэтессе, переводчице. И она сегодня, вчера, по-моему, получила еще большую награду венгерскую, да, Катя? Как называется? Венгерский орден рыцарский крест. Вот так вот. Тогда двойной аплодисменты. Огромное спасибо. Еще раз показывает то, что она и там успела, и сюда не бросила своих близких друзей. Это очень важно, качество ваше. Спасибо вам. Работаем не для наград, но неприятно. Спасибо. Спасибо. Ой, еще, возьмите, пожалуйста. И буквально хочу вот сказанному огромное спасибо Владимиру Тургаю, да. Вот то, что мы в этом году в таком, не таком большом кругу, в узком кругу, да, проводим. Но я могу вам официально сказать, на следующий год, Валер, да, мы будем проводить этот фестиваль ежегодно. Я немножко из своего отделом об этом вопрос поставил. Если делать, так делать. Как вы говорите, любить, так надо любить. Просто не бывает, там немножко люблю, немножко нет. Вот до конца. Поэтому я хочу сказать, на следующий год мы будем грандиозный, Лена Максимович, да? Чтобы я хочу не просто вот пригласить всех писателей соседних регионов, да, вот, масштабно, человек 200 писателей, и хочу лично написать регионам, всем министрам культуры по всей России, 85 субъектов, все, каждый регион, пусть, если есть возможность, способность, приехать, участвовать на нашем фестивале. Я думаю, да, грандиозно, пускай приедут, посмотрят, это тоже развитие туризма, так ведь? Приедут один раз, посмотрят, напишут стихи, и все, весь регион будет читать, что есть такая республика Чувашия. К нам приедут гости на туризм. Спасибо. Цветов весенних,
также помочь и предоставить слово участникам, гостям. Знаете, можно ли я, пожав руку маэстро, право, рядом со мной сидит Сергей Соколкин. Сергей, москвич, избалованный, так сказать, там пойдут такие, вроде бы. А сидит, ну-ка, Сергей, скажи, посвящен? Что? Пению. Чтобы там было понятно, почему меня просто исполняют около 60 исполнителей, начиная там от Долина, Аллегрова и всяких Киркоров. Но вот я сразу, как вы начали петь, я сразу отметил, мне очень нравится, хорошо поете. Я вообще рад, что вас услышал. Девший талант в Москве, и в Чебоксарах и в Казани много славы. Магомед Ахмедов. Имя какое? Магомед. Уникальный человек, удивительный человек. Вы представьте, после Расула Гамзатова возглавить Союз писателей Дагестана. Регион сложный, если честно. Много народов, много культур. Есть свои внутренние проблемы, о которых не кричат. Но, тем не менее, слава Богу, вот когда в Дагестане есть такие люди, как Магомед Ахмедов, в Багдане все будет спокойно, то есть в Дагестане все будет спокойно. Аплодисменты нашему великому гостю. Дорогие друзья, замечательные поэтические дни так незаметно прошли. Еще хочется станции, еще хочется пришел кругосветный, помогу покатать, покатал тоже. Главное, был это, кто и забыл. Что делать? Придется на поэтических волнах. 50 друзья. Я очень благодарен Чувашии и этой земле за это. Я очень благодарен Чувашии еще давнейших времен. Первая моя творческая литературная командировка в 1974 году студентом первого курса была на Волочевоксаре. И вот с тех пор я здесь не был, вот я приехал через какое-то время, и вот оттуда вернулся в молодость, вот такой замечательный народ чувашский. Магомед, ты скажи-ка, здесь какой-то писатель даже книги дал, да, на дорогу, что ли, ты говорил мне? Что-то было такое? Да, ну ладно. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, сейчас в нашей стране необходимо, чтобы мы сблизились, чтобы мы были вместе, чтобы мы, как наши старые добрые времена, поддерживали друг друга. Особенно малочисленный народ. И когда принимаются какие-то дурацкие, дурные законы насчет языков, там, судоброводного изучения, какие-то невыдуманные врагами России законы, мы должны быть вместе, потому что наш язык есть, значит, наше все. Русский язык наш государственный язык, русский язык, который мы любим, это язык наш поэтический, наш творческий, наш человеческий, мы от него не отказываемся. Но молочный язык, язык наших матерей, нашей родины, всего самого дорогого, что у нас есть, мы должны беречь это и передать друг другу. Поэтому самая большая вершина народа – это его язык, а самая большая вершина этого языка – это его поэты. И поэтому эти поэты собрались. Я желаю всем чувашам, чувашской земле, которая породила замечательных поэтов, благополучия над цветами, что они берегли свой язык, свою душу, потому что я чувствую, что надвигаются другие времена, это глобализация, и третье, десятое, все идет, чем мы должны быть ответственнее. Дома каждый должен говорить на родном и учить своих детей, почему от отца и матери, кто не зависит. И вообще должны держать у вас, потому что исчезновением языков исчезает народ. В Европе даже кое-какие народы восстанавливают исчезнувшие свои языки и возвращаются. Поэтому, дорогие друзья, каждое поэтическое слово – это слово совести, слово чести и достоинства человека. Если его имя человека, это ничего не стоит. Если это против человека, это вообще не надо этим заниматься. Да здравствует замечательная земля
чувашского народа, да здравствует замечательный чувашский народ, да здравствуют замечательные чувашские поэты, да здравствует поэзия, и да здравствуют наши родные национальные языки. Торопится в аэропорт, ему надо вылететь в Москву. Но вот сейчас я попрошу Сергея Соколкина вручить, он сам знает, что будет делать, пожалуйста. Подарок очень дорогой, я знаю. Стоило ехать в Москву, чтобы сейчас министру в Москву отправлять книгу, которую я из Москвы привез. Я очень рад, что, во-первых, здесь очутился. Я думаю, так что все впервые в Чувашии, на этой замечательной земле. Я хочу выразить, во-первых, свой восторг и огромную благодарность, конечно же, вам в первую очередь за такую прекрасную организацию. А тем более я, пользуясь случаем, сидя рядом с министром, еще и услышал, что он, оказывается, теперь планирует этот замечательный фестиваль проводить ежегодно. А он, говорю, теперь не он озвучил. Это вообще дорогого стоит. Спасибо вам огромное за это. Что до этого так вот по-крупному проводился только, наверное, в Дагестане фестиваль, мы еще в Москве стали делать, но пока как бы в основном собственными силами. Но еще раз огромное вам спасибо. И Елена Геннадьевна, замечательно заместитель у меня, она будет с вами до конца. Все, что вы скажете, добрые слова, и добрые, все записывать на Чувашкино. Я обязательно обещаю вам по приезду все посмотрю и буду сидеть с Валерием Тургаевым, вспоминать то, что сказал. И на следующий год из этого вывод сделаем. Приглашать или не приглашать? Шучу. Спасибо большое, очень приятно. Вы супер молодцы. Если вы так в составе будете друг друга поддерживать, если могли бы кто-то из вас не приехать, один, второй, третий, все, ничего бы не было. И так поездили бы мы могли сохранить. А то, что вы друг друга поддерживаете на свои деньги, дороги дальние, понимаете, вы, я не знаю, вы не только слово патриоты, мне слов нет просто. На вас что держит, мне кажется. Поэтому вы косяк, вы стержень. Держитесь вместе, берегите друг друга. И мы с вами. Мы все сделаем, возможно и невозможно. Вы говорили добрые слова и рады, что вы у нас приедете. Спасибо. Друзья, специально для вас эстрадно-фольклорный ансамбль «Шавал». Чувашская государственная филармония. Встречайте! Way of
танцы, это было что-то. Мы сидели, я смотрю, вроде бы нормальные были, только что у кого-то похмелье было, у кого-то что-то, зуб болел. И тут они вышли, это было чудо, это искусство, это искусство. И что касается Белебея, еще одно воспоминание. Сарбей, Азамат, вы помните, 97-й год, поехали, Белебей. Тогда в Башкортостане много денег, они нифига федеральный бюджет не платили налогов. Суверенитет, Башкортостан, даешь, независимый Башкортостан. И все деньги уходили от нефти в Уфу, в казну. И денег у них много было. И значит концерт, естественно, дает шикарный. Пригласили из Уфы ансамбль «Караван-сарай», помните, да? Идриса Газеева, татарин по национальности, выдающийся певец и так далее. Поют, ну, соревнуются башкиры, татары, башкиры, да? Соревнуются, а мы чуваши. Я думаю, а что мы покажем? Ну, с нами были одна известная певица, так сказать, и вдруг объявляет, Магомед, объявляет, выступает чувашский фольклорный ансамбль «Шура-Город», «Белые березы», из села Ижгуляк, республики Башкортостан. Я думаю, фольклорный ансамбль Ижгуляк, думаю, ну что тут, караван-сарай, Идрис Газеев, хор там русский, чуть ли не имени Пятницкого и так далее, думаю. Выходят бабушки и дедушки, вы помните все это, да, и вы помните. Бабушки, дедушки, внучки, внуки, выходят, барабан, балалайка, наверное, я не помню, что гармошка, там что-то такое. И тут начинается, зал под гипнозом, абсолютно все, в том числе и я. Это было что-то. Это чуть-чуть не дошло до того, чтобы весь зал встал и аплодировал стоя. Вот что такое фольклор. Вот что такое его величество, народное искусство. Согласны со мной? Да, так было. Я сейчас слово хочу предоставить Роберту Минулину. Это удивительно, что на нашем первом этом празднике Соколкин культура человека, умение слушать человека. Два народных поэта Татарстана. Их тоже немного. У нас тоже немного народных поэтов. Но три здесь. Юрий Семенбек, Башкирий Афанасьев и, извините, я. Но гости из Татарстана сразу два народных поэта. Два выдающихся поэта. Роберт, ну не сиди как Сократ, а? Ты и так умный. Роберт Минулин, большой друг нашего народа. Уроженец Башкортостана. Он лучше меня знает, что там и как там. Меня поражает вот его скромность. Ну, смотрите, разве великий поэт может быть таким скромным? Они такие есть. Да, аплодисменты. Великий татарский поэт. На самом деле великий поэт Роберт Минулин. Ему в августе будет 70 лет. Мы будем отмечать и там, и везде. Да, на самом деле, нынешний год – это юбилей двух великих людей. Это Яков Львович Минулина. Оказывается, он 100 лет раньше меня родился как раз. Да, это здорово. На самом деле, мы все представляем наши республики. Национальная республика Российской Федерации. На самом деле, поэты, писатели объединяют наши республики. Вот мы много говорим, что многие чувашские писатели, поэты родились в Татарстане. Узангай, Алга. Или много. Теперь портрет. Вот он, яркий представитель. Башкирий Афанасьев. Да, Башкирий Афанасьев. Еще на селе нашего. Узангай. Их много. Многие чувашские поэты, писатели родились в Башкортостане. Это все знают. Многие татарские поэты, писатели родились в Башкортостане. Их много. И чуваши родились на Синае Кавы. Кадыр, Ракаев Зайдулла, Ринат Махсус Тойшамас,
Полдеревни чувашская, полдеревни татарская. Да. Ульяновской области. Да. И удмуртские поэты. Йогдан Сулейман, прекрасный наш выдающийся поэт современности. Многие удмуртские поэты, писатели родились в Татарстане. Многие марийские поэты, писатели, общественные, государственные деятели тоже родились в Башкортостане. Их очень много. И в Татарстане, я уж скромничаю, конечно. И удмуртские поэты очень много в Башкортостане родились. Так что мы все объединяем наши республики. Поэтому я предлагаю тост, чтобы наши республики были всегда. Без нас нет Российской Федерации. Так что да здравствует наша республика. Хорошо сказал Ренат Мосович. Нормально. Как раз нашего народных, там все говорили. У нас в Союзе 70% да, девушки, насчет поэзии в основном. Вот, поэтому и у нас народных, скорее всего, поэзии, там как раз народные поэты больше. Но это ничего не говорит. Вот как раз у нас 70% в основном поэзии, у вас в основном женщины, 70% женщины, остальные мужчины. Вот, я хочу сказать, сегодня вообще великолепный день. Почему я взял микрофон, сейчас меня там ждут. Извините меня, пожалуйста, в газете, там сегодня газетный день, вот, почему-то там у нас, как говорится, такой день, четверг, тяжелый. Я хочу сказать, вообще великолепный день сегодня вообще получилось. И с утра хорошо получилось. Вот, с утра хорошо получилось, где Кавашишев вот такой разговор получился. И в формальной установке все такие прекрасные слова, хорошие слова, наши ребята. И дякую, нашего Константина, остальных там говорили абсолютно. Вот, вообще мне очень понравилось, но это хорошо организовано, конечно. Молодцы. Вот я говорю, и молодой министр у нас, и такие креативные девушки, парные у нас молодые. Вот, ну, Валерий, конечно, как профессионал, все это все вел хорошо. А так получился первый же день, первый же фестиваль, и как это получилось. Я хочу сказать, поздравляю вас всех. Вот, из Коми мы на съезде встречались, вот как раз из Коми, так председатель Союза, как раз она говорила, когда вы приедете, у вас, говорит, губернатор, вашей работал губернатор у нас Габриков, а потом министр другой, там у нас работает. Когда вы приедете, вот когда думать, я говорю, сначала на Татарстан на съезде, в Мариэл, а потом в Ульяновск, вот тогда мы посмотрим. Вот, хочу сказать вам большое спасибо, очень великолепно, надо дружить действительно, вот, надо выезжать, вот, такие встречи нужно обязательно. Вот, дружба как раз и сделана, вот, как раз дружба народов, там так и написано. Большое спасибо. И до следующего года. Грандиозно сказали, что так и будет, наверное, скорее всего. Так и должно быть. Спасибо большое. Большое спасибо. Фестиваль замечательный. Праздник поэзии поистине получился. Мне вдвойне приятно присутствовать, потому что на этом фестивале Нина Обрезкова, с которой я дружу с 1997 года, на этом фестивале Альбертина Иванова, с которой тоже несколько десятилетий дружу, на этом фестивале столько друзей, атмосфера деловая, дружеская.
сказать, как прекрасна наша Россия, как прекрасна жизнь, как прекрасно делать добро людям. И как хорошо, что в твоих творениях вот люди, которые прочитают твое стихотворение, чтобы их души тоже соприкасались с этим прекрасным, вот с этой добротой, с этой красотой, потому что в жизни нет ничего дороже и выше, чем любовь, любовь к жизни, любовь к искусству. Год литературы 2016, который был объявлен Владимиром Владимировичем Путиным годом литературы, уже в конце января, в начале года литературы был такой грандиозный праздник здесь же, в Чебоксарах, и Михаил Васильевич пришел в зал, весь зал встал и рукоплескал. И он столько добрых слов нашел, он столько добрых слов сказал, вот пишущие братья, всем людям, которые пришли на эту встречу, что творческому человеку достаточно было, не на год, и вот уже 3-й год, и вот эта встреча незабываемая. И когда мы сегодня утром его встретили, он такой же красивый, он такой же спортивный, он такой же деловой, он такой же, самый лучший для вас, для нас, россиян тоже. Но у одного поэта, Аркадия Швеля, то, что скажем, имя и фамилию, есть небольшое стихотворение, которое переведено на 41 язык. Называется «Степан и стакан». Я помню русский перевод. То не диво, что Степаном опрокинут был стакан. То вот диво, кто стаканом опрокинут был Степаном. Больше ничего нет. Только вот это четверостишие. Но все народы так заинтересовались этим шедевром, перевели пока на 41 язык. А наш при Константина Иванова перевели на 27 языков. Аркадий Швед. Так что, Порфирий Васильевич, еще раз тебя поздравляю с днем рождения и передаю микрофон. Скажи то, что... Очень хорошо, что ты есть у нас. Хорошо, что есть. Лучший друг всех писателей. И не только чужих, но всех поэтов Поволжья, Урала, Приуралья и всего бывшего Советского Союза. Украина хорошо знает. У нас там все эти передвижения в Киевской области. Замечательный друг, вот он тонущий и дает старейший. Молодец он. Очень много песен, очень много стихов, прозы, критических статей. Каждого хороший друзей, конечно, хвалит, носит писать. Товарищи, то, что здесь собрались сегодня на этот поэтический праздник, этот праздник литературы, праздник дружбы. В этом, значит, кто здесь вот соседей приехал, очень много очень близких друзей. С Ренатом Борисовым, например, я учился в Казанском пединституте, где были 18-19-летние юноши, девушки, учили как дети на академика Губкина, так и поживели Ренат Нахамисов на людей, потом теперь уже. Вот. И переводим друг друга, плохо получается. В прошлом году от Москвы, позапрошлом году перевели Ренат Нахамисов. Да? Ну и многие другие, Марийские республики, мы часто бываем в Татарстане, тем более, еще раз говорю, Башкортостане. Желаю вам творческого вдохновения, всегда, чтобы быть
дети народа, и народ шагом был всех. За что пить, Порфирий Васильевич? За дружбу? И народ со мной был. Я только Рыжу сказал. Я всегда был в народе, и народ со мной был. Давайте выпьем за то, чтобы наши народы были всегда с нами. Я третьим хочу быть. Семидер, Аркадий, сейчас будет уникальный номер, господа артисты. Дуэт плюс трио. Да. Мы споем гениальную чувашскую народную песню «Шур-бер-чет-кет». Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только мир, за него и держи. Есть только мир между прошлым и будущим. Именно называется жизнь. Что
и глинкомом или неркомом? Да, ну там чуть-чуть было, но в целом нормально, да? Я хочу, чтобы сейчас куда уводите Нину? Нет. Я хочу предоставить нашим замечательным гостям сразу пригласить их к микрофону. Нина Абрестова, Рая Орлова, пожалуйста. Да, и Альбертина Иванова. Это представительницы финно-угорского мира. Вы понимаете, вот в чем, Рената Пыль, прелесть нашего праздника. Здесь практически встретились финно-угорский мир. Вот Коми, вот Мордва, вот марийский народ. Тюркский мир, чуваши, татары, башкиры должны приехать были, но не смогли, там Бигбаев. Ну и, конечно, славянский мир, русский народ. Вот 3 архипелага, 3 континента Российской Федерации. Итак, Авар еще. Авар — это начало. Это начало. Кавказ. Нету России без Кавказа. Это крыша России, Кавказ. Вы крышуете нас всех. Итак, мне кажется, вам тоже интересно наше общение, да, дамы и господа? Итак, Коми представляет великий Коми народ. Нина Абрестова, браво! Великий молдовский народ представляет Рая Орлова. Великий марийский народ представляет Альбертина Иванова. Браво! Мы дети одной матери земли. Мы, россияне, в России живу. Можно стихотворение? Вся Россия моя, сон трава и кресты. Вся Россия моя, я дыбу, кабаки. Нет жуткой тоски, никуда не уйти. Как же выдержать все и с ума не сойти? Наклонюсь к роднику, обниму тишину и созвездием ковша слез живых зачерпну. И пока я живу, и пока я дышу, и пока я свой крест Богом данный ношу, и Лавине скажу, и Калине скажу, что за счастье такое в России живу. Мчатся кони в степи, загнан мыло Пегас, захлебнулись стихи кровью, умер рассказ. По глазам земляникам прошелся сапог. Умоляю Всевышнего, дай еще срок, наклонюсь к роднику, обниму тишину, за дела свои все у себя я спрошу. И Рябине скажу, и Калине скажу, вот же счастье мое, человеком живу. Ты, Россия моя, зори, реки, мосты. Ты, Россия моя, совесть, честь и долги. Мне бы в поле уйти, затеряться в лугах, что искала найти, схоронить вечный страх. Наклонюсь к роднику, обниму тишину и созвездием ковша слез живых зачерпну. И пока я живу, и пока я дышу, и пока я свой крест Богом данный ношу, и Рябине скажу, и Калине скажу, что за счастье такое в России живу. У нас долгие зимние ночи, у нас белые ночи лета, у нас великолепная чистейшая река Мессия, у нас сосновые бары, у нас корабельные чащи. Кусьян, пыжен тенедло, куптан тефетылы, кусьян, тылы, самон кутными наводит, кусьян, коджулы миловы, мины, сучи. Хочешь, лодкой тебе стану, уплывем с тобой далеко. Хочешь, ветром буду, только ты успей меня поймать. Хочешь, я звездой буду, ты достань меня. Как же у нас без любви? Желаю вам любви, счастья, здоровья и еще раз любви.
Поэзия, интуиция, они живут вместе. Буквально на днях великий поэт Расул Гамзатов помог нам выиграть суд. Моя подруга, очень хорошая поэтесса Зоя Дудина, судилась с Министерством социальной защиты по поводу того, что ей не могли присудить звание ветеран труда, поскольку она гражданка Глушкова Зоя Михайловна, поэтесса Зоя Дудина, получила звание на свой псевдоним Зоя Дудина. И Зоя Дудина пригласила меня на суд свидетелей, поскольку я ее представляла, будучи директором, представляла на это звание. Я сказала единственную фразу судье, вот такую. Мы знаем великого поэта, но вы не знаете Расула Задаси. Вы знаете Расула Гамзатова. Все звания, все награды были вручены, были, как это называется, присуждены Расулу Гамзатову, а не гражданину Расула Гамзатовича Тадаси. И это, как правило, норма литературной жизни. И это норма, что Зоя Михайловна Глушкова, Зоя Дудина. И в итоге мы выиграли суд. Следующее. Буквально перед приездом снится мне наш дорогой Валерий Тургай во сне. И он мне строго говорит: я не Валерий, я Владимир. Я проснулась и думаю, ну почему же он отказывается от своего имени? Почему же он не согласен с тем, как я его называю? И решила, что что-то неожиданное, неприятное меня там ожидает в Чувашии. Ждала, не дождалась. И вот сейчас решила, почему же ты не захотел, чтобы тебя назвали Валерой? И пришла к мнению. Все мои любимые мужчины Владимир, муж мой Владимир, друг соратник в национальном движении Владимир Козлов. И думаю, Валерий тоже что-то мне об этом, что-то хочет сказать этим. И я решила, Валерий Тургай захотел стать моим чувашским братом. Поэтому назвался Владимиром. Так, дорогой Валерий Владимирович, я хочу подарить тебе и Ольге книгу, мой сборник стихов на марийском, на венгерском, на немецком и французском языке. Но дело в том, что я с намеком, опять-таки, с интуицией, так сказать. Если ты соскучишься по своей марийской сестре, ты откроешь книгу, вытащишь отсюда вот этот диск и послушаешь марийскую Альбертину на марийском языке. У женщин все где-то вон там. У женщин. Вот так. Мы самое главное храним тайком, чтобы никто не видел. Абсолютно. А это самое главное, наше доброе отношение к вам. Алётина, давай, ты честный человек, то есть честный жулик, я честный жулик. Праздник понравился или нет? Праздник понравился. Праздник понравился. Это потому что праздник понравился, но немножко он меня взволновал, потому что я представляю так. Фестиваль начался здесь, в Чувашии, а вот она течет, она и до нас дотечет, и фестивали принесет. Сможем ли мы также провести такой же замечательный праздник, поэтический праздник с друзьями? Я решила с мужем, потому что рядом с нами будет такой консультант, как Валерий Владимирович Тургай. Спасибо вам всем за долгое внимание. Я желаю всем
успехов, удачи и долгой памяти об этой встрече. Альбертина – это душа марийского народа. Браво! Рая Орлова – душа волчьего народа. А Нина Обрезкова – душа коми народа. Аплодисменты. Браво! Спасибо. Аплодисменты. Они иначе не будут выступать. Раиса Замбир, Светлана Азамат. Обе уникальные. Цены им нет. Никаких денег в швейцарских банках не хватит, чтобы их, ну, сами понимаете. Светлана Александровна, вижу, мало Я родилась на несколько дней раньше, я старшая. Так что у нас в тюркском мире старшинство подчиняется, поэтому первое слово за мной. Ага. Дорогие друзья, я хочу прочитать стихотворение в честь нас всех. Единственное в мире, только одному человеку эти стихи не нравятся. Всем нравится. Я думаю, вам тоже нравится. Поскольку этого человека здесь нету, критиковать никто не будет. Поэцем вильзесен не вильмеще, мадизесен хевельбеберех, сывобуле эмерех, поэзии через илышкюре эмерех. Не существует смерти для поэта. Так вечно солнце всходит над землей, так животворно трепетание света, несомое поэзией самой. Поэт, родня бессонницу судьбою, страданием и радостям открыт, однажды поведет нас за собою, прозрением внезапным озарит. Он пламя пронесет душе свободной, он сам сгорит, отдав тепло другим, и потому он в памяти народной останется навеки молодым. Он будет жить всегда, он не умрет, он так же вечен, как его народ. Так что все мы, поэты, будем вечными, поскольку за нами стоит наш народ, и сегодня в своем экспромте в честь нашего фестиваля поэзии на чувашском языке я именно говорила примерно такие же строчки, что каждый поэт, он посол своего народа и луч солнца дружбы. Здесь мы за этим Дастарханом сидим, представители своих народов, и за нашими могучими плечами наши народы. Это оплот нашей великой России. Да здравствует наша неделимая Россия! И это от нас, от всех зависит. От нашей энергии, от нашего духа. Мы со Светланой Азамат дружим почти со школьных скамей, как познакомились, да, выступали много раз, объездили все чувашские селения и в Самаре, и в Саратовской области, и в Ульяновской, Пензенской, в Татарии, в Башкирии, в Москве, везде. И никогда, я думаю, мы не уронили честь родного народа. Эбервулна Пурбулат Проденикерс. Светлана, сейчас, пожалуйста, я передаю микрофон себе. Спасибо огромное. Я просто скажу кратко вот так вот, как смогу. Отчизна, Родина, ты для меня это все. Все, что я вижу, все, чем живу. То, что о детях своих хлопочу, что вышиваю, и шью, и вяжу. То, что к родным с угощением хожу. То, что родителей боготворю. Родина милая, небо, земля, я пред тобою, пылинка твоя, пылинка пылинкой, но только не сдуть меня с той дороги, коли вышла я в путь. Я песня живая, росинка земная, чувашского края, былинка твоя. Правдивости, чести могу присягнуть с тобою, с людьми я, в этом вся суть. Мы споем песню, которую с огромным воодушевлением мы
пели перед слагбашевцами, земляками нашего великого поэта Константина Иванова. А сейчас мы находимся в голубом зале нашего Чувашского академического драмтеатра имени Константина Васильевича Иванова. Тустық юрий Светлана Бушлаев, Сана Бушлаева. Раиса Васильевна, позволь мне, пожалуйста, перед тем, как мы с тобой споем, исполним мою песню, стихи и музыка мои. Я сейчас хочу прочитать одно стихотворение великой поэтессы Дагестана Кадрии. Чем бы стала земля без цветущих садов, без полей золотистой пшеницы? Чем бы стал небосвод, если б меж облаков не парили влюбленные птицы? Что бы женщина сделала без доброты и без нежности, пусть без причины, а без женской любви, без ее теплоты? Что бы сделал с мужчиной? Так что тост будет у нас с вами, дорогие, за мужчину и за женщину, за инь и янь, за ар и за ам. А сейчас я думаю, что и ваши души подпели. Потому что если бы нам не захотелось дружбы международной, вы не собрались. Валерий Тургай, он уникальный человек. Он всегда находит. Кто-то сказал из наших, что он, наш министр сказал, что он делает что-то такое из того, чего нет. И в этом, наверное, проявляется его истинная человечность, истинная любовь к своему народу, проявленная через любовь ко всем другим народам. И мы без этого в этой жизни ничто и никто. Значит, поем мы с вами сейчас доливаем за ар и за аман, за мужчину и женщину, потому что мы есть правая и левая половинка цельного человека на этом свете. Света. Больший человек. Нижний, верхний. Тургай, лаяк, тургай, матур, тургая, хурлама, юррамас. Потому что киретинне жен, хамгаландарны жен, паян билин чынақта чынжын уял. Замечательные слова, прекрасное исполнение. Аплодисменты, дорогие друзья. Попрошу вас напомнить ваши вокалы и послушать прекрасный вокал заслуженной артистки Чувашской республики Маргариты Иннокентовой. 3 вальса. Аплодисменты. Маргарита – достояние нашей республики. Она гений. Аплодисменты Маргарите. Мы все ее любим. Что нет, мама, два брата скотенные. Угадайте, не секрет.
стариной. Высоко поднимемся, кубок веселья и шатла придохнем устами, как дорог душе светлый миг наслаждения, так выпьем, друзья, за рекорд. Уловите счастье миг золотой, его тяжка утрата, промчится без возврата он жизнью молодой. Как пенится светлое благо богами, так в сердце кипит пусть любовь. Ну что же, а Вика, сейчас... не уходите, пожалуйста, я хочу сказать, что вы знаете, бываем на разных планетах. Мне очень нравится, когда поют такие гениальные артисты и люди, так называемые почетные гости, сидят за столом и во время пения кушают, жуют и не обращают внимания, кто кому оказывает честь. Между прочим, вы согласны? И вот сегодня вот тот случай, когда никто никого не обслуживает. Вы согласны? Мы все получаем от общения. Вы, артисты, получаете от того, что слышите от поэтов. А мы получаем удовольствие, огромное удовольствие от вас. Нету поэзии без вокала, без песенного искусства и наоборот. Вы согласны? Вот обычно им не предоставляют слово. А сегодня у нас удивительный праздник. Рита, поздравьте наших гостей. И ты, и вы. Я очень рада участвовать, принять такое небольшое внести вклад в эту потрясающую встречу, такую обширную географически и на самом деле разносторонние. В общем, на самом деле немножко послушали поэзию и прониклись очень душевно. Конечно. Особенно о России, о Родине. Спасибо вам за то, что вы собрались здесь. Мы рады для вас такой некий обмен произвести энергией, энергетикой, взаимодействие наших искусств, поэзии, музыки, ну и, естественно, вокала. Спасибо. Поздравляю всех. Пейте, пойте в юности, пейте в жизнь без промаха, все равно любимая отцветет черемуха. Да. Праздником! Есть только мир между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Браво! Давайте вот будем так жить. Жизнь коротка.
Дербенев, он гениально сказал, есть только миг между прошлым и будущим. Жизнь коротка. Так давайте будем жить так, чтобы не было мучителей больно, что мы не слышали гениальных перцов. Господь нам дает, только Он дает, сколько в длину наша жизнь будет, а сколько она будет в ширину, зависит от нас. Абсолютно. Оказывается, певцы тоже бывают очень умными. Спасибо вам. Аплодисменты, пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо вам. Это вот действительно тот случай, когда сливаются сердца, души. Я хочу предоставить слово моему старшему брату, уникальному сыну чувашского народа Николаю Михайловичу Сорокину. Вот он сидит. Между прочим, здесь сидит второй Шолохов, чувашский Шолохов. Я не шучу. За слова я отвечаю. Мне 57 лет, несколько недель и несколько дней, даже несколько минут. Я читаю и так далее, и ту классику, и нашу классику. И этот человек, Николай Михайлович Сорокин, написал трилогию «Вечная Волга». Такого романа не было и нет в современной российской литературе. Николай Михайлович, пожалуйста, заслуженный работник Российской Федерации, заслуженный работник культуры Татарстана, лауреат многих премий, самое главное, очень хороший человек. Один молодой поэт, у него спрашивает, кто сегодня самый выдающийся из вас? Поэт отвечает, нас много. Я не поэт, но я не незваный гость здесь. Меня сотни прозаиков Татарстана, я живу в Казани, Приволжье, Поволжье, Россию прислали сюда посмотреть, о чем там говорят поэты, не портят ли они борозду. Я так посмотрел, послушал, борозда прямая, линию партии и правительства удерживает. Я к вам всегда относился и отношусь с завистью, потому что я не могу быть поэтом. Вначале я огорчался, что я не могу быть поэтом, но недавно прочитал, что поэты живут короче, чем прозаики. Это во-первых. Во-вторых, я не могу писать коротко. Вот Михаил Калинин говорил, полнота в краткости. Это для Тасовцев, я работал много в Тасе, вот он говорил об этом. И когда Ренат Харис опубликовал недавно буквально знаменитую свою 50-ю поэму «Призрак бродит по Европе», он другой призрак заметил. Я тут же загорелся, мгновенно сел, решил отклик написать. Нет, в поэзии я не разбираюсь, а в прозе это надо долго сидеть. Вот. Поэтому я вас поздравляю и очень рад, что меня пригласили в вашу компанию. Мой тост за вас, за поэзию. И еще по скрипту я хотел сказать про министра. Когда был министр, здесь были хорошие слова, были сказаны, но не было сказано главное. Этот министр – подарок Татарстана Чувашии. 15 лет он руководил Чувашской национальной культурной автономией, и за большие заслуги в этой работе он поднял Чуваш, вообще не было известно, и представил такую автономию, и народ Татарстана, Чувашии в основном, ну и татары тоже поддержали. Его назвали Яковлев II. Яковлев I – это Иван Яковлевич Яковлев, а Яковлев II – это Константин Геннадьевич. И я хочу поднять тост за вас, за поэтов. Это не мужчина, да. Ну хотя бы вот,
жена спрашивает, ты есть хочешь? Муж отвечает, не хочу. А на самом деле он хочет. Это ложь? Вынужденная ложь. Вот, Николай Михайлович, скажите, как вам праздник вообще-то? Исключительно, исключительно. Но я очень хороший праздник, исключительно хороший праздник. Мне хочется от имени прозаика вот что сказать. В настоящее время модно, поэзия модная. Вот сказал же Максим, 70% поэты, все женщины. Вот. Поэзия это на сегодняшний день, а проза, романы это на века. Да ну, а я его до сих пор уважал. У каждого своя правда. Так. Николай Михайлович, если так, я тебе сегодня не повезу. Да. Я у тебя в запасе вечно. Нет, вот прав, только что. Ой, прозаикам обидно, что то, что они в романах пишут, поэт 8 строчек. Да. Достал ты поэт, Николай Михайлович, да? Когда я получил вот эту государственную премию Российской Федерации, в Казани мои друзья, конечно, доброжелатели, начали говорить, ну что это, Ренат Харис написал какое-то либретто 6-7 страниц, и за это дали ему премию, которая выше Ленинской премии. Один под этим делом мне говорит, ну что, Ренат, ты же это, ну, написал 6-7 там страниц, и тебе... Я говорю, ну не 6-7 страниц, 3 страницы, я говорю, я написал. Вы пишете романы, и то вам не дают. Так что между прозой и поэзией есть маленькая, но очень большая разница. А что касается твоего вопроса, и еще, в основе всей прозы поэзии, абсолютно правильно, в основе всей живописи настоящей поэзии, в основе классической музыки настоящей поэзии. Если у музыки поэзию отнять, это будет какофония. Если у живописи отнять... В основе космонавтики. Если из живописи отнять поэзию, это будет малярная работа. Если даже прибавить поэзию передовицы любой плохой газеты, это будет поэма, это будет поэзия. Поэтому это он всю жизнь работал собственным корреспондент Итапас. Выдающийся журналист, между прочим. Случайно стал прозаиком. И выдающийся сейчас прозаик. Я ему говорю, почему ты не в союзе писателей? Татарстан или Россия? Имеет разве это значение? Членом. А что, давайте шуточки. Ну что, наверное, мы уже давно и долго сидим. И сидим, между прочим, неплохо. Познакомились друг с другом. Много колкостей в красивой форме успели высказать. Много похвальных слов. Действительно, кто-то о похвале говорил. Если человека не похвалить, в человеке человечность умирает. Ведь хочется иногда, чтобы тебя даже маленький мальчик или маленькая девочка похвалила или похвалила. Иногда даже вот этой перед маленьким ребеночком хочется похвалиться. Это в человеческой сути, потому что суть человеческая стремится к какой-то высоте, которая его поднимает, и он хочет это услышать. Это суть человека. А что касается сегодняшнего фестиваля, вы сделали действительно
большой реке. Я был участником многих фестивалей, многих поэтических праздников. Я считаю, одним из лучших в нашей стране поэтических праздников это в Дагестане. Белые журавли. Это действительно там мы пока здесь, знаете, празднуем поэты, писатели празднуют. В Татарстане Тукаевский праздник есть, тоже в основном вот, интеллигенция. А в Дагестане белые журавли, гамзатовский праздник, празднует народ. Вот чего этот человек добился. Поэтому я о нем всегда, везде, всюду говорю, что великий организатор. Вот это фестиваль музыкальный. Валерий Владимирович тоже сначала вот сегодня он объял нас, писателей в основном. Следующий фестиваль расширит свой круг и охватит уже, может быть, и ученую интеллигенцию, и многих других писателей. Третий шире, и, может быть, через энное количество фестивалей, это не сразу делается, не делается, весь чувашский народ, может быть, вся республика, и мы, чуваши Татарстана, чуваши Башкирии и так далее, будут участниками этого праздника. Я, например, очень-очень хвалю везде и всюду праздник белых журавлей. Это и организование есенинских праздников, организование пушкинских праздников, организование лермонтовских праздников, организование Аксаковского праздника. Но организование нашего праздника уже быть не может. У вас очень организованный хороший праздник и так далее. И так далее. Давайте еще одно маленькое такое слово. Здесь все говорили, и Магомед говорил, и Раши говорили, и Сергей, и Светлана говорили, и Порфирий, и Семен говорили. Ты об этом начал хорошо говорить. Но не кончил. И не надо, поэтому слово кончать не хочется говорить. Понимаете, о языке. Вот я написал недавно стихотворение, где говорится о том, ведь все говорят, ну вот наш язык кухонным языком остался. Я написал, что язык кухонный намного важнее, чем язык парламента. Ибо не в парламентах хранится язык, а на кухне, в постели, на улице и так далее, и так далее. Вот мы должны это знать, это содержать, держать в сердце и на это работать. Давайте выпьем за чувашский язык. Выпьем за башкирский язык, за татарский язык, за аварский язык, Коми, Мари, Марта, Удмуртов, за русский язык. Не мы придумали эти языки. Давайте выпьем за наши родные языки, при помощи которых мы сражаемся, при помощи которых мы любим, при помощи которых мы свои искренние чувства выражаем. Ахмат. Предоставляю слово уникальному сыну чувашского народа Владимиру Васильеву. Он историк, он много сделал, чтобы вернуть имя нашего великого художника Кокеля нашему народу и всей цивилизации. Я хочу начать с того, что Альбертини присутствует Владимир. Случайно не бывает. Владимир Васильевич. Да.
сказать еще кратко. Первое. Наверное, нет в жизни, кто не писал по стихам. А значит, каждый из нас – это поэт. Второе, я хочу сказать следующее, что мы проводим 11 раз уже провели Койкелевский международный ленер, симпозиум, фестиваль художников Украины, Беларуси, национальных республик России. И вот то, что Ренат здесь высказал, одну идею, она у меня давно витает, мы в прошлом году попытались сделать картины, ленер сделать. Слово имеет заместитель министра культуры. Мне очень нравится в аппарате Министерства культуры сегодня вот такие ребята. Аплодисменты. Давайте. Они делали фестиваль. Алексей, Кирилл, да, Алексей, Дом дружбы, Светлана. Ну-ка, Азамат, Телемир, Роберт. Аплодисменты этим ребятам. Они работают. Вот, замминистра культуры. Давай, Николай. Дорогие друзья, я очень тронута и счастлива, что сегодня полдня провела в такой дружеской атмосфере и в таком чудесном, скажем так, мире, как поэзия. Я искренне вас благодарю. В первую очередь, наверное, организаторам. Это вот наша команда дружная. Спасибо большое. Валерию Тургаеву, ну и, конечно же, нашим замечательным гостям за то, что вы приехали и пожалели свое время, посетили нас. И я думаю, наша дружба будет продолжаться, наш фестиваль будет набирать свои обороты, будет развиваться благодаря вам. Спасибо вам большое. Мы вам всегда рады, мы всех просим. И в следующем году, на встрече в следующем году, а то если раньше встретимся, будет тоже, правда? Ну и еще хочу сказать, что, я так понимаю, некоторые гости у нас сегодня уезжают. Те, кто уезжает, я желаю счастливой дороги, благополучно добраться домой. А те, кто остается у нас в гостях сегодня, то я хочу сказать, что учреждение культуры Чувашской Республики, государства, в частности, вот этот вот